Так, случайно улучшать зрение, так нельзя. Так, по программе «Живая история поселка Кажем». Кажем или Кажем? Кажем. Так, Ирина Васильевна Хмельницкая, пожалуйста. Так, сейчас я включу. Ирина Васильевна, как вам удобнее будет? Нет, сидя точно, а просто микрофон под себя подстроить. Добрый день, уважаемые коллеги. Садитесь. Меня зовут Хмельницкая Ирина Васильевна. Я представляю Кажемский филиал Кайгородской МЦБС. Живая история поселка Кажем. Использование музейных экспонатов в практике работы Кажемской библиотеки филиала МБУК Кайгородская МЦБС. Музеи во всем мире и во все времена, как правило, рождались путем частных дарений и общественного почина. А музеи при библиотеках практически всегда возникали и возникают благодаря личной инициативе самого библиотекаря. Так произошло и у нас в Кажемском филиале Кайгородской МЦБС. Мой родной поселок Кажем не только самый старинный поселок Кайгородского района, но еще и самый первый рабочий поселок Коми края. Свою официальную историю Кажем отсчитывает с 1755 года, когда заводчик Иван Курочкин получил разрешение построить молотовый завод для выковки железа в Кайгородской волости на реке Кажем. На Кажемской земле в каждом камне живет история. Поэтому библиотечный музей органично вписался в общую историю поселка. Мини-музей при Кажемской библиотеке появился в середине 90-х годов прошлого века. По просьбе сотрудников Краеведческого музея города Сыктывкара председатель поселкового совета Кажем Чесноков Владимир Владимирович организовал работу по сбору чугунолитейных изделий Кажемского завода у населения. Наиболее ценные экспонаты впоследствии были увезены, а оставшиеся оказались неудел в поселковом совете. Чтобы сохранить оставшиеся экспонаты для истории, заведующая в то время библиотекой Первакова Любовь Дмитриевна решила создать из них небольшую музейную экспозицию для библиотеки. Так, в конце 90-х годов в библиотеке поселка Кажем появился свой мини-музей кажемских чугунно-литейных изделий. Первоначально экспонаты музея в основном представляли чугунную хозяйственную утварь для ведения домашнего хозяйства, утюги, ступы, весы, пепельницы и тому подобное, а также экземпляры художественного литья, предназначавшиеся для украшения дома. Но со временем экспозиция расширялась за счет новых приобретений, которые не ограничивались только изделиями из чугуна. Новыми экспонатами наш музей пополняется благодаря жителям поселка, которые приносят в дар предметы как из личного пользования, так и найденные ими на территории поселка или при износе старых построек. В основном это предметы быта, которые были вполне обыденными еще каких-то 50-100 лет назад, а сегодня вызывают неизменный интерес у всех посетителей, особенно детей. Мини-музей в Кажемской библиотеке филиале имеет историко-краеведческую направленность и насчитывает на данный момент, на сегодняшний день, 172 экспоната. В последние годы наш музейный фонд пополняется не только предметами труда и быта, но и документами из личных архивов кажемцев по истории нашего поселка. Это бумажные и электронные копии фотографий, личных документов, писем, дневников и тому подобное. Каждый предмет из нашей музейной экспозиции становится полноценным участником историко-краеведческих мероприятий, может стать толчком для исследовательской деятельности. Так произошло с рукописью ныне покойного военного, уроженца нашего поселка Зверева Николая Николаевича. В зрелые годы он уехал в Москву, где впоследствии был похоронен. Но он никогда не забывал свой родной поселок, гордился его историей, писал заметки, собирался создать его хронологию. Свои первоначальные дневниковые записи, в которых он попытался рассказать об истоках становления поселка, он передал в нашей библиотеке. Часть рукописи мы расшифровали и распечатали, но все как-то не доходили руки довести работу до конца. Безусловно, все события, описанные в рукописи, носят субъективный характер. Есть интересные исторические сведения по истории поселка. Так, из рукописи мы узнали интересный исторический факт. Наследники Бенахаки, одного из кажемских заводовладельцев, в летние наезды привезли в Кажем несколько такс. Эта собачья порода была невиданной в наших краях.
Таксы скрестились с лайками, и возникла новая порода низкорослых, коротконогих, с густой черной шерстью умных собак. Тех собак в Кажеме называли греческими, в честь первых владельцев виноградных грек. Собаки акклиматизировались и более сотни лет были бдительными сторожами кажемских домов и огородов. В 80-е годы прошлого века, когда Николай Николаевич сам писал свои заметки, в Кажеме оставалось еще несколько особей этой породы. Но, к сожалению, в наши дни эта порода уже вывелась. Наконец, в 2016 году была завершена полная расшифровка рукописи. Толчком к завершению послужил республиканский конкурс «Пиарник», объявленный Национальной детской библиотекой имени Машака. Мы предложили нашей читательнице Варваре Ленковой принять в этом конкурсе участие и написать работу на основе рукописи о становлении поселка Кажем на фоне развития Кажемского чугунолитейного завода. Она согласилась. С ее помощью расшифровка и печать рукописи была закончена. Какие-то исторические сведения и факты нам пришлось перепроверить, уточнить с помощью других источников. Но в целом получилась весьма неплохая работа. На конкурсе она заняла 2-е место, а журналист, краевед и издатель Анна Николаевна Сивкова включила работу Варвары в историко-краеведческое издание «Дым Отечества» номер 3-4 за 2016 год под названием «Кажемское чудо». Кайгородская центральная библиотека выпустила эту работу отдельной книгой под названием «Взгляд на Кажем. История поселка на фоне чугунолитейного завода». Вот она у меня в руках, эта книга, что выпустили. И она разошлась по всем библиотекам нашей системы. Есть в нашем фонде еще один любопытный экспонат, который активно используется при проведении мероприятий. Попал он к нам совершенно случайно. Как-то мы услышали, что наш ветеран Великой Отечественной войны Кожанов Андрей Лаврентьевич долгие годы вел альбом, в котором делал дневниковые записи о своих военных годах. Послевоенных встречах с однополчанами, собирал вырезки из газет, личные фотографии и документы, которые он так и назвал «Фотобиография Кожаного Андрея Лаврентьевича». К этому времени он уже умер, и мы попросили его вдову Кожанову Алевтину Владимировну принести этот альбом в библиотеку для оцифровки. В этом альбоме мы обнаружили любопытный документ. Мы никогда о таком даже и не слышали, не то чтобы видеть. Паспортную книжку, выданную в 1910 году на имя Балдасова Нефёда Павловича. Кем был Нефёд Балдасов, нам выяснить не удалось. Сам Андрей Лаврентьевич был не местный, уроженец деревни Шанина Калининской области. В Кажем приехал в 60-х годах прошлого века по партийной линии. Возможно, Нефёд приходился ему родственником, а может, этот документ случайно попал ему в руки. Теперь это покрыто мраком лет. Об этой находке мы рассказали своим коллегам на районном семинаре. Сотрудники Центральной библиотеки очень заинтересовались этим документом. Так сложилось, что в течение ряда лет на базе Кайгородской библиотеки проходит торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России. И наша находка пришлась как никогда кстати. Вот уже на протяжении 2 лет демонстрация электронной копии старинного документа личности неизменно вызывает интерес и изумление у собравшихся. Цветную копию паспортной книжки разместил у себя на информационном стенде паспортный отдел Кайгородского района. Страницы из альбома Андрея Лаврентьевича, где запечатлено его героическое фронтовое прошлое, мы демонстрируем на уроках мужества для школьников. Таким образом, библиотечный мини-музей органично вписался в повседневную жизнь Кажемского филиала, придал ему индивидуальность, способствует привлечению новых читателей и является незаменимым элементом нашей краеведческой деятельности. Поэтому мы заявляем: музей быть. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо вам большое. Вообще, по-моему, здорово, у вас перспективы хорошие. Очень. Ирина Васильевна, Да. а вот вы скажите всем, каким образом Гоголь связан с Кажемом, с Кажемским заводом? Гоголь? Вот, ваше превращение. Самое интересное, это ваш завод. И с Зимним дворцом. Ну, Кажемский завод у нас, да, он у нас на слуху постоянно, поэтому мы продвигаемся дальше, потому что про это ведь уже все знают, ну, по крайней мере, так нам кажется.
Гоголь связан с нашим заводом чугунолитейным тем, что вот как раз таки Бенардакис, о котором я говорила выше, который был владельцем в свое время этим заводом какое-то время, он спонсировал, на то время это было не такое слово, конечно, да, Гоголя в написании. Он был прототипом произведения Гоголя «Мертвые души», и он представлял там образ Костанжова. Вот, значит, там выделил денег, что ли? Да, ну спонсор как бы был, я не знаю, как назвать это слово. Второго дома. Да. Вот, а Зимний дворец у нас на нашем Кажемском заводе в свое время выковали, произвели чугун, наверное, скорее всего, чугун для выковки ограды Зимнего дворца. Такие вот сведения у нас как бы есть. Скажите, пожалуйста, про ваши источники. Я понимаю, что с этого конца, вот то, что связано с тем, что вы можете найти у себя, понятно. А снаружи, откуда вы еще, где вы разыскиваете, где вы материалы берете? Обращались ли вы в Питер? Нет, или куда-нибудь вообще? Нет, в Питер мы не обращались. Вот сегодня, вот на этом семинарском занятии, да, вот я только узнала, что можно обратиться куда-то дальше. Вот вы говорили нам в сайте, чтобы обращаться куда-то дальше и вот найти эту историю. Вот я поэтому взяла вашу визитку, чтобы пойти Кстати, дальше. Бенардаки, на минуточку, наш тоже, да? Дома Бенардаки у нас, и он наш тоже. Вот про то, куда обращаться, где искать, я буду рассказывать. А еще вот, я не все вообще успела сказать. Вот по поводу вот этого. Я зацепилась за фразу о том, что вот эта замечательная девушка, что вы все вместе расшифровывали вот эту работу. Там что еще? Я вот говорила про публикацию. Я сказала о том, что предисловие. А еще одна штука, самая трудоемкая и самая ваша, которую никто лучше вас не сделает. Вы комментируете текст. В нем самом. Знак не поменять, букву не поменять, да? Только можно там прописные строчные, да, и какие-то вещи еще можно менять. Но очень часто нужно откомментировать. Вот там, например, где-нибудь упоминается что-нибудь, а вот этот дом принадлежал там дяде Толе какому-нибудь, да? Я не знаю, да? А в этой самой его рукописи? Значит, вот написано что-нибудь, да? Вы делаете сносочку в публикации и пишете. Имеется в виду, или по всей видимости, речь идет о доме Анатолия Ивановича Сидорова, который находился действительно там-то, да? Что-нибудь еще. Вот там какой-то факт, вы знаете, что он не то, что ошибка. Здесь, по всей видимости, мемуарист ошибается. И, да, пишете. То есть вы рукопись действительно прорабатываете, проходите сами и всегда комментируете, опираясь на что-то, да? Опираясь на что-то, на какие-то источники. Или просто публикатор пишет об этом. Вот это самая интересная работа и есть. Ваше примечание к тексту, который вам не принадлежит. Вот это вот окружение. Есть еще какие-нибудь вопросы? Нету. Еще одно тогда замечание. Забыла сказать, сейчас повод вернуться. Я вчера вам забыла сказать про то, как публикуются фотографии. Вот в этой замечательной книжечке много фотографий. В бумажном варианте, подписи там понятно. А вот если на сайте, учтите, все изображения, которые вы выставляете на сайте, а это, значит, должно быть есть на сайте, да, не только подписываются, но и надписываются. Есть такая, значит, возможность, такая необходимость. Так, это вам объяснят автоматизаторы, как это делается. Вот Станислава Брониславовича спросите, он все знает. Когда вы, вот легко проверить, надписали или нет, когда вы наводите курсор на саму картинку, там тоже должна появиться надпись. И если вы хотите, чтобы эту картинку заметили поисковые машины, чтобы на нее к вам привели, а картинки, как мухи на мед пользователи слетаются на картинке, то вот она должна быть написана. Вот. И подпись, по-моему, я говорила или не говорила, подпись должна быть умная, чтобы поисковая машина поняла, что речь идет об уникальной вещи. Если вы просто напишете «чугунолитейное производство» или «так выплавляли чугун», то придут не к вам, а к тем, кто еще бодрее вас, кто-нибудь там написал «как выплавляли чугун». А вам надо что написать? Выплавка чугуна на Кажемском
заводе уникальное имя дать этой картинке, да? Такое, чтобы пришли только к вам. Прошу прощения. Так, спасибо большое. Ой, будем за вас кулаки держать, чтобы у вас все получалось. Тем более такая история. Так, значит, дальше у нас создание музея мастерской традиционных ремесел при библиотеке. Людмила Ивановна Попова. Пожалуйста, Итак, наш Удовский район богат не только идеальными талантами, но и замечательными художниками, мастерами, ремесленниками, рукодельницами. Навыки ремесел и промыслов передавались и передаются из поколения в поколение. Не в каждом селе или деревне есть мастера нескольких ремесел. Например, в поселке Благоево живет мастерица по ткачеству, в Чили мастер по лозоплетению, в Усогорске по дереву, по металлу. А где собираться мастерам? Где производить обмен опытом работы? Реализовать свою продукцию, да и просто показать изделия. И вот, благодаря участию в конкурсе проектов «Активное поколение», организованного благотворительным фондом «Добрый город Петербург», 7 октября 2016 года на базе Йорканской сельской библиотеки филиала Удовской ЦБС состоялось открытие центра «Мастерская народных ремесел». Основной целью проекта является формирование культурной активности людей путем создания мастерской народных ремесел, самореализация через обучение народным ремеслам. В рамках проекта предусматривается проведение различных мастер-классов и семинаров, организация персональных выставок мастеров, создание музея мастерской традиционных ремесел Удовского района. Известными и признанными мастерами Удовского района были мастер по берестоплетению Михаил Степанович Кончев, мастер резьбы по дереву художник Владимир Михайлович Худяков, мастер по изготовлению деревянной мебели и берестоплетению Валерий Семенович Худяков. И сегодня славятся своими работами, изделиями из бересты Бушинин Владимир Иванович, родом из села Большая Пысса, проживает в городе Сыктывкар, и Игушев Анатолий Александрович из села Бурка. Согласно проекту бюджета были приобретены слесарные инструменты для резьбы по дереву, стол, стулья, ткацкий станок для плетения поясов, пряжа, спицы для вязания, крючки, иглы швейные, пяльцы, мулины для вышивания, нитки, ткани, а также литература в помощь обучающимся мастерству ремесел и рукоделия. Всех гостей на открытии мастерской народных ремесел с хлебом, солью встретила хозяйка библиотеки Галина Владимировна Матвеева. Вместе с ней состоялось знакомство с мастерами и рукодельницами района, приехавшими и представившими свои изделия. В мастерской народных ремесел мы уже сделали первые шаги в мир ремесел и народного творчества. Были проведены мастер-классы по лозоплетению, по вышивке, по изготовлению кукол-обеликов, вязанию, росписи деревянных фигурок, на которых учились видеть материал, фантазировать, создавать интересные изделия, композиции. В этом нам помогали советы мастеров, которые давно уже занимаются своим любимым делом и готовы поделиться и научить других своему ремеслу. Каждый настоящий мастер, добившийся успехов, стремится научить и передать любовь и самые добрые чувства к народным традициям. Передавая друг другу и сохраняя традиционное искусство народа Коми, мы сохраняем и историю своего народа. Реализуя проект «Мастерская народных ремесел», библиотека улучшила материально-техническую базу, привлекла новых читателей и благодаря проведению досуговых и культурно-массовых мероприятий увеличилось количество посещений. В январе 2017 года состоялось открытие музея народных ремесел при мастерской.
В музее уже сделаны первые шаги по сбору информации и фотоматериалов о мастерах Удовского района, оформлен стенд «Удовские мастера». Было решено, что после каждого мастер-класса и персональной выставки мастера будут оставлять в музее свои изделия для пополнения фонда. Идет работа над выпуском буклетов из серии «Удовские мастера». 23 марта 2017 года на базе Юртомской сельской библиотеки состоялся семинар для организаторов сельского туризма и хозяев гостевых домов под названием «Развитие сельского туризма. Развитие сельской территории», в рамках которого состоялась встреча с Татьяной Ивановной Тюпенко, участницей международных фестивалей мастеров лоскутного шитья. В своей презентации она рассказала о народных промыслах, о лоскутном шитье и узорном вязании. Также Татьяна Ивановна представила выставку своих изделий и провела мастер-класс для желающих обучаться лоскутному шитью. С 24 по 26 ноября 2016 года в городе Сыктывкар проходил второй фестиваль ремесел народов Республики Коми «Сила традиций», который является частью большого проекта под названием «Возрождение традиций народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми». И в настоящее время активно реализуется Коми ремесленной палатой. В фестивале приняли участие 6 землячеств, 5 национальных культурных автономий и 17 участников из столицы и 8 районов республики. Участником фестиваля выступила и мастерская народных ремесел Юртомского сельского филиала Удовской ЦБС, где заняла первое место в конкурсе на лучшую художественную экспозицию. Сегодня библиотека и мастерская взаимно дополняют и продолжают друг друга в своем предназначении. Основа деятельности мастерской при библиотеке – постоянная поисковая исследовательская работа. И служит она не только источником привлечения новых слоев населения, выявляя непохожесть, уникальность библиотеки, но и формирует новую мотивацию в системе ценностей ее традиционных посетителей. Желаю всем успехов, новых достижений в творчестве. Спасибо организаторам этого замечательного семинара. Отдельное спасибо выступающим. Ваш опыт работы можно будет использовать и в своей деятельности. И, конечно же, очень большая благодарность нашему лектору. Надежда Михайловна, вы доступно, интересно, понятно и толково направляете всех нас в нужное русло, чтобы библиотека стала востребованной, успешной. Ну, а моя задача – довести этот багаж знаний, который я получаю сейчас, до своего руководства, до нашего коллектива, чтобы и дальше воплотить в жизнь какие-то многие ваши рекомендации. Спасибо вам большое и спасибо за внимание. Спасибо. А вопросы есть ли? Пожелания какие-то? Спасибо большое. Все правильно. Все так, все замечательно. Так. У нас все выступления, да? Сейчас я посмотрю. Берегите зрение смолу, коллеги, кто еще не очкастый. Так. Ну, тогда поехали. У нас с вами осталась серьезная тема, однако она не тяжела для слушания. Она не напрягающая. Сейчас я достану свой текст. Быстренько. И будем продвигаться. Сейчас, одну секунду, перерыв. Эта часть монолога будет совершенно не похожа на то, что мы до этого делали. Потому что тут мы обсуждали практику работы. А теперь я хочу воспользоваться, как это говорится, служебным положением, да? Не знаю чем. Значит, я попробую немножко посодействовать расширению вашего профессионального сознания. Очень многое
очень многое в работе библиографа зависит от того, насколько он себе представляет возможности поиска за пределами своей библиотеки и библиотеки, которая рядышком. Да? Я еще не сейчас буду отлистывать. Я хочу объяснить, в связи с каким направлением я буду вам рассказывать про источники по семейной истории. Значит, если говорить вот в свете того, о чем я позавчера рассказывала, да, вот, почему, с чем приходят люди, зачем мы вообще нужны, но мы говорили все время практически о том, что людям хочется выделить личный такой аспект, да, во всем этом деле. Личная потребность, себя, свою семью, ближайших своих, вписать в эту историю этого места и увидеть в истории этого места, да, и оставить след. Этому соответствует такое направление работы, очень перспективное и, как это ни странно, специфически библиотечное. Краеведческая генеалогия, или, что то же самое, наоборот, генеалогическое краеведение, смысл вот этого направления, которым я очень надеюсь, что вы займетесь, если до сих пор не занимались или занимались от случая к случаю, смысл этого, к чему я так легко перевертываю, да, краеведческая генеалогия, генеалогическое краеведение, смысл в сочетании этих двух вещей. Определять очень трудно, определение ни в Википедии, нигде пока вы не найдете. Можно объяснить. Краеведческая генеалогия – это такая генеалогия, которая интересуется не только, собственно говоря, родовыми схемами, да, кто кого родил и кто чей брат, так называемыми стеммами, да, вот эти вот схемы, но и тем, где это происходило, привязкой к местности, обстоятельствами места, где, откуда, не просто семья, вот там, Авраам родил Исаака, Исаак родил кого-нибудь еще, да, а где происходило, откуда семья пришла, в каком доме жила, кто были соседи, с кем младшее поколение дружило, а с кем враждовало, куда ходили в школу, понятно, да, вот это вот привязка к месту. И наоборот, можно сказать, что краеведческая генеалогия – это такое краеведение, которое интересуется не только и не столько, может быть, разными объектами краеведческими, сколько любым человеком, любым, подчеркиваю, это соответствует тому, о чем я говорила позавчера, абсолютно любым человеком, живущим или жившим, в его семейной истории. Вот ты не только сам по себе нам интересен всем, да, а нам про тебя интересно твое личное. Ну, в меру, конечно, да, не личные тайны. Откуда ты пришел? Вот вглубь пойти. Вот если мы говорили про первое, какая-то генеалогия, это генеалогия, которая из вертикальности вот этой приобретает пространство, да? Мы умножаем это время вот на это место. А тут наоборот, мы умножаем это место вот на время, вот на это вот углубление личной памяти. Да, вот тут мы получаем в том или ином случае объем, да, вот тот самый, который нам нужен. Все три составляющие, о которых я говорила, это территория, время и персонали, люди, да, все тут есть. Поэтому, и еще надо сказать, что почему это направление сейчас очень перспективное и как раз для небольших библиотек, потому что оно, вот эта возможность попадать в то самое личное пространство, которое, если вы крючочек закинули, дальше вам все краеведение по плечу, да? Куда угодно дальше можно продвигаться. Что затрудняет эту работу? Почему я вам буду сейчас целый монолог про источники? Потому что первая часть этой работы на самом деле понятна, я про нее сейчас скажу коротко, потому что есть подробные разработки. И я вам скоро должна выйти книжечка у коллег из Оренбуржцев, вот такое практическое пособие по краеведческой генеалогии. Я его, разумеется, сразу же, как только в электронном виде получу, я его пришлю, а вы, ваши коллеги из Национальной библиотеки, выложат, и вы его или пришлют, да, вы его все сможете видеть. Оно полезное, его делали хорошие люди. Я надеюсь, что, вообще говоря, такое же сделают ваши генеалогии и библиографы, потому что то пособие Екатеринбургское, только что там прошла в феврале школа краеведческой генеалогии для сельских библиотекарей, под грант, они получили грант, не помню, Потанина или кого там еще, Прохорова, не помню, не важно.
Они, конечно, часть этого пособия повернули на свое. То есть там есть общие лекции, моя там есть лекция, есть еще мои коллеги из нашей библиотеки по работе с краеведческими, с генеалово-краеведческими документами всякими. А остальные там написали местные генеалогии. Хорошо бы, чтобы вот эту часть в вашем варианте можно было бы специалистов по генеалогии и краеведению коми вот сподвигнуть, чтобы они вот эту часть переменную, что ли, написали. Итак, как получается эта работа? У нее 2 этапа есть, 3. Первый этап – это, если вы решили заняться, это, собственно говоря, работа с личными и семейными архивами людей. У многих лежат документы. Вы же знаете, да, только тронь, и вам понесут эти документы или скажут, а у меня-то вот, знаете что, да, поминальничек лежит, или там какие-то записи, мало ли что. Значит, сами люди этот этап не освоят. Люди у нас мало того, что не все имеют документы, да, еще и не могут разобраться, что они имеют. И еще и побаиваются, потому что а ну как неправильно почитаешь, а ну как не то, а вдруг, а ну как это нельзя никому показывать. Значит, очень спокойно надо начинать работу с того, что рассказать про эту работу, рассказать, чем вы будете заниматься, попробовать сделать проект, и он не будет коротким. Начинать можно с проекта на год, а дальше иметь в виду его продолжение. Это работа надолго, это большое направление, его нельзя торопиться, нельзя срывать. Первое, что надо, найдите несколько активных семей, 2-3, и по первоначалу вы пойдете к ним сами, специалисты. Потом можно подключать волонтеров. Нет, может быть и сразу есть хороший учитель истории, умный, хорошие умные старшеклассники. Тогда сначала их подготовить, и не расширяя резко круга этих людей и круга семей, в которые вы пойдете, пойти и по возможности не у себя в библиотеке, а домой, чтобы позвали. Да? Взять интервью. Расскажите, пожалуйста, что вы помните про историю своей семьи. Записывайте и расспрашивайте. Ничего не обрубать, за каждую ниточку не забыть потянуть. Под это же. А документы какие есть? А предметы? Смотрите, это не обязательно к тому, что вы документы заберете с собой или попросите скопировать. И не обязательно к тому, что вы предметы какие-то попробуете, да? Это не от жадности, хотя если дадут, но счастье. А это вот почему. Людям легче вспоминать, опираясь на изображения и на предметы. Человек сухой может не вспомнить 10 доли того, что он вспомнит, когда ему показывают фотографии, или когда он сам вытащит фотографии и начнет. А это кто у вас тут на фотографии? Это, да вот это вот такой-то. А вы знаете, а он вот на войну ушел, да не вернулся. Или там вернулся, там, я не знаю, там без ноги и уехал потом. А это что? А это чей забор там рядом? А это вот рядом жили такие-то. Предметы очень помогают. И кроме того, что предметы помогают, те, которые у человека в доме, вы можете принести предметы ваши, захватить с собой из библиотеки, да, из вашего музея. И те, которые у вас есть в копиях, конечно, да, фотографии, вот провоцировать память людей вот таким образом. Очень хорошо, кстати, когда вы беседуете не с одним человеком, а с несколькими членами семьи, ну так видно будет. Как правило, помогают друг другу. Иногда мешают, но там сразу будет понятно. Если мешают, значит вы сделаете 2 захода и сделаете так, чтобы в следующий раз, знаете, как бывает, ты молчи вообще, ты это тут, нечего тут рассказывать. По ситуации. Что вы делаете на самом деле? Вы записываете устную историю. Вот кроме того, что это основа для того, чем вы будете заниматься дальше, это у вас вот провокация, вот, это как бы вы набираете себе материал, из которого выстроится вот эта биографическая линия семьи. Что такое устная история? Это метод исторический, им всерьез занимаются, он давно известен, вы будете смеяться, но в России это мы родоначальники, наша страна устной истории. В 20-е годы, до того, как стали расстреливать краеведов, наша страна, наше крупнейшее, мощнейшее в мире краеведение выдало вот эту формулу. Ну и
получать ее в виде советов из-за рубежа, как надо работать. Они взяли у нас, а у нас несколько поколений боеведов, настоящих и потенциальных, было расстреляно, посажено в тюрьму или просто спряталось. Устная история имеет свои правила, можете почитать в литературе, но там немножко сложновато, а я проще объясню, да, как это делать. Вы обязательно постарайтесь сделать так, чтобы можно было человека записать в устную историю, чтобы у вас диктофон где-нибудь был, и чтобы снять тормоза, дело кружевное. Расспрашивать человека, и вдруг он вам все расскажет. Чтобы снять тормоза с человека, что вы делаете? Вы, во-первых, вы сразу заранее думаете, с кем вы будете разговаривать. Есть особенности в том, как люди рассказывают семейные истории. Вот я вам сейчас скажу, а вы мне ответите. Некоторые люди, ну скажем, по полу, да, одни рассказывают семейную историю, текущую жизнь, да, хроника семейной жизни, а другие рассказывают про крупные события. Кто? Кто рассказывает текущую жизнь? Мужчина или женщина? Женщины. А про события кто? Мужчины, да? Такая психология. Если вам надо зацепиться, вы надеетесь зацепиться за текущую жизнь, да, чтобы вам для начала рассказали, кто откуда, это женщины, они природой, вот хранительницы памяти, очага, это в психике так отложилось. Женщина ведет дом, тащит на себе всю жизнь, и у нее нет важных и неважных событий, у нее вся жизнь важна. Я не знаю, там кошка родила, дочка поехала учиться, да, племянник свалился на голову откуда-нибудь, да, я не знаю, там бабушка умерла. Это все текущая жизнь. Мужчины в этом смысле крупные события, они больше расскажут, у них кругозор немножко пошел. Значит, вы знаете, зачем вы идете. Вы знаете, с кем вы будете разговаривать. Вы захватили какие-то предметы, для начала не обязательно много, что-то вы про человека чуть-чуть знаете. Первый поход предварительный. Вы приходите к человеку, а давайте вы расскажете, вот вы так много знаете, нам это так важно. Вот. Микрофончик стоит неподалеку, да, вот он тут, не между вами. Человек рассказывает, вы записываете на диктофон обязательно. Это мы так предварительно, чтобы не забыть, вы так много, да, записываете. И так записываете, и себе пометки делаете. А можно ли что-то показать? И все время не забывайте, что у вас двойная задача, две линии вопроса. Про семью и все время а где? А что было, да? Семья и вот этот краеведческий подход. Все время генеалогии расспрашивают иначе. А вам в рамках устной истории нужно все время и то, и другое. Вы с этой точки зрения следите за разговором. Вы расспрашиваете, вам рассказывают, вы благодарите и говорите, скажите, пожалуйста, а можно ли я еще приду? Я вот проверю, все ли я правильно поняла, да? Можно ли я, а вдруг что пропустила? И даете какой-то срок, ну, неделю-две, не больше, не меньше, лучше не больше. Почему? А вы хорошо поймете, чистая психология, никакой хитрости, никаких этих петушиных слов. Вот вы ушли, знаете, что дома дальше будет? Ой, так я же вот это-то не сказала. Вот вы первым разговором что сделали? Вы не материал собрали, вы что-то получили. Вы запустили воспоминательный процесс. А вы еще уходя, ой, так может вы потом, сейчас ничего я вас буду, вы устали. А посмотрите, вдруг что вспомните, еще какую фотографию, вещь какую-то посмотреть. Да? Может быть, кто-то еще придет из членов семьи. Неважно. На самом деле вы придете в следующий раз, и вы будете снова, давайте вот снова уточним, проверим. Человек вам расскажет, скорее всего, уже немножко другую историю, подробнее. А вы тоже вот эти 2 недели не сидеть, дурака не валять, прочитать то, что вы получили, и понять, что еще надо доспросить. И вот на этот раз вы максимально постараетесь под то, что вы получили, набрать предметов и картинок, иногда вывести из дому, да, позвать, погода хорошая, а покажите. Вот понятно, что вы получаете. Кроме того, что вы получаете материал, понятно, какой для архива, для всего, да, вот это основа эти устные истории, вы же просите документы показать, и вы по документам учите человека буквально работать. А вот скажите, а вот паспорт сохранился вот там, да?
о свидетельстве о рождении, о награды. Ветеран был. А чем награжден-то? И любую мелочь, потому что не так важны награды с точки зрения того, что важно или не важно, орден важнее медали, а с точки зрения того, что через эти документы можно очень много уточнить. Зная номер награды, да, вы понимаете, в какой архивный материал можно пойти, в какой настоящий архив можно пойти, чтобы что-то там докопать. Значит, ничего сложного. Надо знать, представлять себе, какая была система документов. Вот я сейчас смотрела с большой радостью про этот паспорт. Он не только уникальный, просто на самом деле, когда вы начнете эту работу, а вот это точно есть в лекции, вот напечатанной этой книжечке, моей коллеги, сотрудницы Института генеалогических исследований при нашей библиотеке, вы к этому моменту будете знать, какая вообще была система паспортов, какая была система документации до революции и после, в какие годы она менялась. Вот это нужно знать. Не сразу наберется, но вот возьмете оттуда из этой книжечки. Я посмотрю, знаете, если у меня, боюсь, что, не боюсь, а надеюсь, что у меня кое-что на флешке есть вот из этих материалов, из предыдущей книжечки вот моей этой коллеги, которая, кстати говоря, уже 25 лет ведет в нашей библиотеке школу практической генеалогии. Вот это одно направление, да, вот научиться выслушивать этих людей, научиться смотреть. Сначала хотя бы запишите, какие документы есть. Когда вы чуть-чуть будете знать, что надо спрашивать, будете знать, про что специально спросить, какие документы могут пригодиться. Вот сброшу. Значит, теперь вторая вещь. У вас есть люди, не самые старые, кстати, очень заинтересованные, как правило, в таких исследованиях, люди среднего возраста и молодежь. С ними можно разговаривать немножко иначе. Можно им объяснять, как вести поиск самостоятельно. Вот для них, кстати говоря, поскольку это, как и многое другое, это удобно делать проектно, да? Не просто так, а вот проект со свойственной проекту рекламой, анонсы, да? С шумом в хорошем смысле по этому поводу, с попыткой взять деньги под это дело, по генеалогию деньги дают. Вот я говорю, соседи Екатеринбург набрали, получили грант на очень хороший семинар на 52 человека, на недельное практически, на 3-дневное проживание, больше даже, в Екатеринбурге, где оплачивается все, и дорога, и проживание, и все. Вот это они, значит, для библиотекарей набрали. Можно попробовать вот под это получить какой-то грант поменьше, да, и организовать школу практической генеалогии для жителей своего города или своего села. Небольшую. Собирать вместе, учить, рассказывать, показывать, делать вот эти самые выставки документов из семейного архива, чтобы завести публику. Вот я говорила, начинайте с 2-3 семей, самых активных, самых разговорчивых, самых старых. Можно их обозначить как-нибудь, выделить как категорию. Вот мы с вами говорили про категорию. Можно выделить такую категорию старожилы, да? Старейшие семьи, наши коренные семьи, да? Что-нибудь престижное, что выделяло бы этих, вот тех с хорошей памятью, тех, кому есть что вспоминать, среди всех остальных, чтобы остальные завидовали. А мне есть что вспомнить, чтобы дети вообще, да, понимали, что их семейная история – это предмет гордости. Значит, вот для молодых и для среднего возраста школа практической генеалогии с сильным уклоном на республику, не только на ваше место, на республику и на вашу местность, конечно. Вот это первый этап, который касается вашей работы, извините, как говорят, с населением. Да? В детали можно углубляться, я попробую, я и так уже каждый раз задерживаю вас, но есть еще 2. Про третий хочу сказать сразу, я сильно рассказывать не буду, поймете почему. Второй этап. Именно второй, а не третий. Работа с опубликованными источниками. Вот про него я сейчас буду дальше рассказывать очень подробно. А третий я назову. Только назову, ну скажете, надо будет 2 слова скажу, но в общем на самом деле не то чтобы лень, а вот там нет проблем. Это работа в архивах. Работа в архивах. Я про архивы скажу только вот что. В архивах могут вам
дадут документы. Вы помните, мы говорили о персональных данных, да? Вы помните, да, что 75 лет с момента смерти человека нельзя использовать его персональные данные без его согласия. Да? 75 лет нельзя. При согласии можно. Значит, смотрите, кто может использовать персональные данные. Люди, которые с ним родственно связаны. Да? Сын, дочь, внучка, внук, да? Сестра, брат, родители. Им беспрепятственно выдадут документы, сведения вот, по предъявлении документа, подтверждающего родственные отношения. Да? И так выдадут и пришлют сведения, если вы их запросите в архиве письменно. Архивы обязаны это делать. Но могут выдать и любому другому человеку, могут выдать вам. Если у вас будет бумага о том, что человек вот этот вот, да, вам доверяет, разрешает вам или просит документы, которые касаются его или его близкого родственника, разрешить вам с ними знакомиться и использовать. Есть много пожилых людей, которые ни в какой архив не пойдут, и некому за них пойти. Родственников, близких нет, дальше ничего не дадут. Про архив, пожалуй, только это. Да? Про архивную инфраструктуру архивных материалов надо знать. Слишком большая тема, опять-таки, в практическом пособии, вот, которые у меня, правда, несколько файлов есть, вот этих несколько глав. Я вам выдам это, положу, а дальше вот на самом деле хорошо бы архивисты бы вас получили. Это в национальной библиотеке. Да. А эта бумага должна быть нотариально заверенная или же просто? Ну хорошо бы, чтобы была заверена. Потому что архивы, ребята, строгие, и слава богу, что строгие. Слава богу, но в сельсовете, если это село заверено, не надо нотариуса. Местная власть имеет право заверять такого рода документы. Вот. Если это город, тоже не надо идти к юристу, можно этого начальства какого-нибудь заверить. Вот. Архивисты должны быть строгими. Вот мы это очень понимаем. Это их работа такая. Мы сейчас сосредоточимся на печатных источниках. Я попробую развеять один миф. О том, что в печатных источниках можно найти только про самых великих, знаменитых, награжденных, про тех, кто попал в словари, про тех, кто попал в энциклопедии. Понятно, да? Неправда это. В приличной, уважающей себя стране. А вам, наверное, понятно, про какой период я говорю, да? Когда наша страна была приличной, уважающей себя по-настоящему. До исторического материализма. Так получается, что не может она жить нормально, если у нее нет информации о ее жителях. Не потому, что она их очень чтит, а потому, что надо как-то общаться. Надо как-то общаться, надо как-то обмениваться информацией, надо как-то считать, кто у меня где. Да, вот я власть, я должна знать, где у меня какие люди работают, кто за что отвечает, кто куда перемещается. Без этого страна жить не может. Без этого она, все, понятно. Так вот, у нас наша история делится на два неравных периода не только по продолжительности, но и вот по информационному качеству. Наш профессиональный признак приличной страны – это страна, у которой есть справочники, вообще много справочников, в том числе справочники про простых, любых, разных жителей. До 17-го года, до конца 17-го, с маленькой крошечной инерцией, до 17-го я покажу сейчас. Источников очень много, это сотни, это тысячи источников. Кроме того, очень важный признак этой системы источников, среди них очень много ежегодников и вообще продолжающихся изданий. Когда я говорю про сотни тысяч, я говорю про названия, не про тома, а про названия. В томах это будет, знаете, как попугай, много больше. Советская власть, про нее у меня кусочек будет короткий, не потому что я ее не люблю, вопрос не в эмоциях, профессиональный. Она углубила вот это все, и те источники, про которые я буду рассказывать, это либо затухающие и затухшая к середине 30-х годов инерция прежних источников, либо это жалкие попытки подражания, либо еще, тоже очень короткие, несистемные, либо еще это тот кошмар, который породила советская власть. Это будут источники сведений о репрессированных. Вот этого не было. Таких источников почти не было. Были, могу сказать, какие. До исторического материализма,
и они появились позже, но фишка в том, что источники сведений репрессированы, я буду рассказывать про них, в основном-то появились после конца советской власти. Если мы имеем в виду книги памяти жертв политических репрессий, я про них буду говорить, хотя вы посмотрите, пожалуйста, у меня тут стоит конечная дата 30-е годы, только потому, что про них обязательно надо знать. И только потому, что это серьезнейшее исключение. Больше такого нет и не было. А в основном история, издательская история, издание про обычных людей кончается самое позднее, хвостики уже, охвостье, к середине 30-х годов. Итак, в чем особенность вот таких источников? Я прошу прощения, я буду вам показывать, но я буду читать, потому что тут довольно много текста. Если я от него оторвусь, то времени у нас идет гораздо больше. Этот текст есть полностью, вот презентация презентации, но у меня есть полный текст, и я вам его оставлю. Все, что я буду рассказывать, вы все сможете прочитать по тексту, кроме презентации. Итак, конечно, тут есть одна особенность, поворот мозгов сейчас от вас, от библиографов, будет нужен. И тогда, когда вы будете с этим работать. Дело в том, что трудно рассчитывать, работая с источниками незнаменитых и обычных людей, что вы где-то найдете целую подробную биографию. Вот раз, и целиком вся семейная история или вся биография человека. Тут надо научиться работать по мизерам. Вот по разным источникам, тут кусочек, тут еще предложение, тут еще чуть-чуть. Вот таким образом, идя, можно набрать на очень хорошую биографию. Во всяком случае, можно набрать столько, чтобы потом в архиве, почему я говорю, что этот период предшествует архиву, чтобы потом в архиве понимать, что брать, чтобы к архиву прийти, а там сложнее гораздо, сильно-сильно подготовленными, чтобы понимать, что вы проверяете, и чтобы понимать, что вы хотите найти. Вот двойная подготовка нужна к архиву. Надо знать, как в нем работать, но архивисты вам помогут. Даже если вы просто придете с нуля, архивист за читальным залом всегда с вами поработает, он будет вас консультировать. Это его работа такая. И вот владеть уже той информацией, которую вы найдете в печатных источниках. Ни в коем случае, никогда не пренебрегать ни одним печатным источником из тех, которые я буду называть, и другие. Я только в качестве примера буду рассказывать о том, что есть. Даже если вам кажется, что он бедный, вот эти информационно бедные источники, иногда это имя и должность, и так далее. Никаким из этих источников не пренебрегать, изучать, выписывать оттуда, за исключением тех, которым нельзя доверять. Но я про такие рассказывать не буду. Итак, значит, вот вы работаете вот так по мизерам, и важно понимать, откуда вы в эту цепочку информационно бедных источников или не очень бедных будете входить. А входить вы выстраиваете как бы цепочку. Понятно, да? Отсюда сюда. А этот источник нам что-то еще сообщил и дал возможность еще куда-то перейти. Я вам сейчас это буду показывать. И как найти этот вход? Откуда? Да, и последнее, что я хотела сказать перед тем, как нам пуститься в это плавание, что те источники, про которые я буду рассказывать, они далеко не все, очень даже не все, есть, скажем, у вас в национальной библиотеке, а у вас их точно нет. Но дело в том, что они есть в больших библиотеках, в нашей, в РГБ, в исторической библиотеке. Но ведь наши все библиотеки активно выкладывают копии, электронные копии этих изданий у себя на сайтах, в наших электронных библиотеках. Огромное количество вот этого всего выложено у нас в нашей электронной библиотеке, в историчке. Она потрясающе это делает. Вот, в РГБ очень много. Это первое. Второе. Когда вы понимаете, что вообще существует, вот я про это говорила, когда про расширение кругозора, вы знаете, что вы можете, даже если вам не дотянуться, вот ровно то издание, которое вам нужно, оно не оцифровано. Вы, во-первых, всегда можете предложить оцифровки, если вы знаете, что вам надо. Вот есть такая функция во всех библиотеках, включая наши, предложить оцифровки.
Вы заходите у нас на сайте, прямо оставляете это. Во-вторых, вы тогда своим коллегам, братьям по разуму, библиографам крупной библиотеки, уже пишите конкретную просьбу. Будьте добры, вот у меня такой-то вот персонаж, мне бы нужно выяснить, в каком году он окончил вот это учебное заведение. Не могли бы вы посмотреть список выпускников технологического института за 1907 год, допустим, да? Совсем другой коленкор, другое, но к вам-то отношение от этого не поменяется. Библиограф — это такое братство, такая мафия, что даже если вы ничего не напишете конкретного, да, все равно будем помогать. Но это резко увеличивает скорость ответа и, конечно, успешность взаимодействия, если вы будете знать, чего именно вы хотите. Кроме того, это повлияет на ваши взаимоотношения с вашими, так сказать, односельчанами или вашими земляками. Вы им сразу сможете объяснить, какого рода сведения, в принципе, можно найти об их предках. Это поднимет боевой дух, скажем так. Итак, я сейчас попробую показать, не как обычно, знаете, делают обзоры по типам источников. А я буду рассказывать, откуда можно стартовать. Выбор первого шага от этого зависит. Итак, первое, с чего мы начинаем, это место жительства. Вы не знаете про человека ничего, а я хочу вам напомнить, что когда мы говорим про место жительства, совсем не всегда мы стартуем из вашего конкретного сейчас места жительства. Вам нужно найти не этого человека, который вам рассказывает свою историю, а его дедушку, бабушку, кого-то еще. И у нас в России история выстроилась так, что народы очень сильно перемешиваются. Две огромные войны, эмиграции, беженцы и в ту и в другую войну, эвакуированные, репрессированные. У вас здесь такой котел людей самого разного происхождения географического, никогда не угадаешь. Ты никогда не угадаешь, что это за люди с точки зрения всех остальных параметров, откуда попали. Так вот, место жительства. Если известно, хотя бы примерно, где жила семья, удобнее всего начинать, где, я имею в виду, хотя бы в какой губернии. Удобнее всего начинать с губернских или областных памятных книжек. Вот эти книжки — это ровно моя тема научная, любимая. Я про них знаю, наверное, больше всех в мире. Но, в общем, не люблю очень. Так вот, что это за памятные книжки? Коллеги из Национальной библиотеки знают, а остальным рассказываю. Это были такие справочники, которые выходили. Самые первые известные оренбургские — это 1833-1836 год. Но дальше был разрыв, они начали, еще было чуть-чуть совсем ранее, и такая тоже очень тоненькая еще такая струечка, это псковские 40-х годов, а на самом деле с середины 50-х в очень многих губерниях выходили, в десятках губерний, и выходили они до 1917-го, в некоторых регионах подальше в Сибири, на русском севере, в Ставрополье, еще и на 18-й год успели по инерции выпустить. Что это за книжки? Они, как правило, они были разные, они выходили ежегодно, иногда чуть-чуть пореже, и включали они сведения, 4, что ли, раздела таких, в самом полном варианте, классическом, 4 раздела, из которых 2 нам сейчас будут особенно интересны. Итак, раздел 1, адрес-календарь. Это сведения обо всех учреждениях и должностных лицах вне учреждений, так? И обо всех служащих в этих учреждениях людях в этой губернии, включая квартирующие войска, например, тоже, да? Включая общества, не только официальные, не только учреждения казенные, частные учреждения, гимназии, частные пансионы, кто угодно, да? И общество. То есть вот это куда пойти, с кем, как можно, да? И, как правило, с адресами, и иногда потом уже и с телефонами, и самое главное, с личным составом. Дальше еще один раздел, справочный. Вот информация о людях, опять-таки, очень много. Еще иногда попадала туда, часто попадала. В справочном можно было найти сведения о ценах,
я не знаю, о расписании, извините, гонки, сколько она стоит, как проехать, сколько платить извозчику, я не знаю, там, магазины какие, сколько стоит нанять там какого-то мастера, сколько платить репетитору, ну и не только сколько, все что угодно, любая справочная информация. И там же публиковались сведения о людях полезных профессий. Кто такие люди полезных профессий? Понятно? Это те, кто может понадобиться другим людям в силу своих умений, когда угодно. Это мастера, которые что-нибудь шьют или чинят, или делают, изготавливают. Это нотариусы. Могут позвать нотариуса в любой момент дня и ночи, мало ли что, да? Это врачи всех специальностей. Вольно практикующие, и не только. Вольно практикующие – это те, кто, независимо от других занятий, занимался практикой медицинской. Понятно, да? Вот. Ремесленники вот эти. Это понятие было очень широкое, потому что туда входили, например, и живописцы, и даже иконописцы местные. Широкие. Еще два раздела нам менее интересные сейчас. Это статистический раздел. Как вышло, чем, с какими результатами закончила губерния прошлый, иногда позапрошлый год полностью. И это, собственно, то, что называлось по-разному научно-литературный краеведческий раздел. Там публиковались разные краеведческие статьи на любую тему. Фольклор, этнография, я не знаю, экономика, все что угодно. Путевые заметки, все что угодно. Вот такие книжки. Их вообще, между прочим, полезно читать по своей губернии. Вы относились к доблестной Архангельской губернии. Памятные книжки архангельские хороши, замечательные. Они полностью, коллекции памятных книжек по всем губерниям оцифрованы полностью у нас. Сейчас мы создаем сайт вот для этих памятных книжек. Они есть, самое главное, по всем губерниям. Если у вас люди приехали откуда-то из Подольской губернии или из Астраханской, откуда угодно, вы должны знать, что вы тоже их там найдете. Существует, вот это моя работа уже, существует международный сводный каталог репертуар памятных книжек. Он есть доступен у нас на сайте, по которому вы по любой губернии увидите, какие книжки за какие годы существуют и где их можно найти в оригинале. А в копиях, я сказала уже, вся коллекция полностью оцифрована. Некоторые книжки, 18 губерний, расписаны полностью, детально до каждого мелкого предмета. Вот это моя работа. Вот. Значит, вот понятно, что вот такая информация очень полезна. И состав сведений о людях в адрес-календарном разделе и в справочном, которые нам особенно интересны, иногда бывает совсем крошечный. Фамилия, имя, отчество, инициалы, как правило, фамилия, имя, отчество, должность. Ну и понятно, что вы человека видите под тем учреждением, где он работал, значит, место работы получается. И очень часто место жительства. Делались указатели, такие вспомогательные, алфавитные списки, да, списки имен, в которых указано место жительства. Для всех, не только для врачей и тех, кого надо еще поднять среди ночи. Состав сведений был разный. Например, в изданиях западных губерний, еще раз говорю, не пренебрегайте тем, что вам кажется далеким, никогда не знаешь, откуда персона, да? В западных губерниях, прибалтийских губерниях можно найти было почти полностью формулярный список. Награждение, чем награжден, когда, с какого года в службе, с какого года в ведомстве, какие, значит, с какой жалования получает, сколько членов семьи есть дети. Это тоже можно найти в памятных книжках западных и отдельных совсем в некоторых других губерниях. Вот в справочном отделе обычно публиковались списки торговых, промышленных заведений, аптек, общественных и частных библиотек, книжных лавок, фотографий, музеев и так далее, с именами владельцев. Ну да, Иванов Иван Иванович, вот что вы там сразу видите? А он владелец частной аптеки. Сразу какая информация о его собственности, да? Или он там, я не знаю, понятно. Ценность памятных книжек для биографических изысканий заключается еще и в том вашем, что там можно увидеть целиком семью. Вы выходите в именной указатель книжки и видите людей, но явно совершенно членов одной семьи. Одна фамилия, одно отчество, ну близких, да? Хотя бы предположить, вы видите их всех,
А поскольку памятные книжки издавались ежегодно, почти всегда ежегодно, то вы можете не просто увидеть всю семью, а вы можете посмотреть, как она менялась, как человек менялся, да? Какие должности, что у него с собственностью. Да, я еще забыла сказать, что там же сведения о кружках и клубах всяких и благотворительных обществах. И вы человека видите объемно. Вот это он там работает, а вот здесь он поет по вечерам, вот в этом обществе, да? А здесь он попечитель, я не знаю чего, да, в попечительном обществе. А вот тут он как совладелец еще чего-нибудь еще. И самое главное, что по времени можно следить за жизнью семьи, если только хотя бы один человек там хоть как-то засветился в общественной жизни. Не важно какой, да? Мелкий чиновник. Вот таким образом можно следить за этой жизнью. И наряду с официальными памятными книжками в отдельные годы вместо них выходили частные памятные книжки. Официально издавали местные губернские статистические комитеты, как правило. А частные издавали частники, больно это было выгодное дело. Частные хуже, как правило, официальных, но они могут понадобиться вам, если официальные в этот момент, именно в этот год, почему-то не были изданы или их нету просто. Вот. Еще одна возможность поиска, она уже ближе к вам по источникам, источник ближе под руками, поиска начинающегося от места жительства или семьи, связанного со списками избирателей. На выборах в Государственную Думу, в губернские, уездные, земские собрания, или в какие-то городские, или во всякие выборы. Потому что по закону сведения обо всех, кто имеет право избирать, публиковались в газетах примерно за полгода. Если вам нужен какой-то год выборы, вы должны смотреть не прямо перед выборами, когда выборы происходили, да, а примерно за полгода в местных официальных губернских газетах, архангельские губернские ведомости в вашем случае и соответствующей губернии любой другой в других случаях. Это, значит, соответственно, 905, 6, 7 и 12 годы. Уездные и земские собрания, соответственно, с 1865 года. Уездные, земские избирательные списки отличаются от тех, которые в Государственную Думу. Они довольно часто выпускались такими маленькими книжечками, буклетиками, как приложение к газете. Еще учтите, вот такое есть. Отдельными брошюрками. Почему это важно? Потому что надо знать, что по закону кто мог избирать, кого там искать, а кого не надо. Во-первых, только мужчины. Во-вторых, от 25 лет возраста. Имеющих, кроме находящихся на действительной военной службе, студентов в данный момент, лиц, состоящих под судом и следствием. И, естественно, человек должен был иметь какое-то имущество или арендовать какое-то имущество. То есть он не должен был быть, это правильно, это и сейчас было бы правильно, человека, который себя обеспечивает, только его можно спрашивать о том, как устраивать жизнь, да? Нищих, бродяг. Жалеть можно, а к выборам выпускать неправильно. Вот, какого рода информацию там можно найти? Во-первых, сам факт попадания в этот список уже о многом нам говорит, да? Во-вторых, там довольно часто возраст указывался, но возраст указывался не так, как мы привыкли, не год рождения, а сколько ему сейчас лет. Да? Для того, чтобы подтвердить, что он имеет право по имущественному цензу, часто указывалось, кто он. Домовладелец, или арендатор, или землевладелец. Особенно они публиковались, эти списки, по городам и по уездам. Длинным-длинным рядом, в нескольких номерах. Вот. Ну и вот, например, в списке избирателей Московского уезда 1886 года для 578 местных жителей, а это земские, они немножко поуже по составу, указано, местных жителей указано сословие, местонахождение имения, площадь земель в собственности, ценность недвижимости, фабрик, заводов, торгово-промышленных заведений. А, например, в других списках еще, как бы там, когда ты смотришь в этот список и видишь, что недвижимость одна и та же у нескольких человек с одной и той же фамилией, ты понимаешь, что речь идет о ком? О семье. Да? Это памятные книжки. И избирательные списки. Служба. Если мы знаем, где человек служил. Что я тут приветствую?
знаешь, где человек? А за этим? Сейчас, извините. Если ты знаешь, где человек служил, или вообще не то, что... или вообще... Да ладно, я так переписала. А? Да. Если ты знаешь вообще, не знаешь где, но вообще человек ходил на службу, на государственную службу. Государственная служба, это не значит, что он там канцлер был. Вообще служил в государственных учреждениях. По всем ведомствам абсолютно. Государственная служба. С чего можно стартовать? Есть такой источник. Адрес-календарь, общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц. Длинное название. Мы его называем российский адрес-календарь. Он выходил каждый год. Выходил он с 1765 года по 1916. Красиво, да? Перерыв у него был только в период правления, период царствования Павла, 1797-1801. Все остальное, смотрите, за какой период можно собрать сведения. Да, весь большой 19 век и большие куски. Ну, за 1,5 века как минимум. Каждый год. И в нем помещены списки чинов всех ведомств, систематизированные по 2 частям. В первой части по ведомствам, во второй по территориям, по губерниям. Искать надо в обеих, потому что в первой части, например, учителя будут в первой части, потому что они принадлежат ведомству определенному. Понятно, да? Там военнослужащие будут в первой части, а не во второй. Там в каждой части, знаете, с определенного момента, не буду вам сейчас забивать голову, прочитаете, есть свой именной указатель. Только довольно ранних нету, но они не такие толстые, их можно целиком посмотреть. Свой именной указатель. Смотрите, открываете нужную фамилию, и практически нет ошибок, нет опечаток. И находите то, что вам надо. Там будет совсем мало информации. Фамилия, имя, отчество, звание, чин, должность и, естественно, место работы, место службы. Но дело в том, что вас это сразу сориентирует, куда дальше, в какие более полные источники ведомственные вам идти. Если вы знаете, что человек служил по педагогической линии, вы знаете, какие ведомственные, они подробные ведомственные, я сейчас про них буду говорить. Почему это полезно? Появляется возможность, ну вот я говорю, что перейти к более информативному. Например, вы потеряли человека, он служил в Архангельской губернии, а чего-то тут его нету, в памятных книжках его больше нет, да? Куда он делся? Он помер, а я на всякий случай загляну на следующий еще один год, и еще немножко, в российский адрес-календарь. И я найду его, скорее всего, в другой губернии, куда он перевелся. И я в все памятные книжки пойду, или по ведомству. Значит, это найти человека, где он вообще, это проследить, пользуясь тем, что это ежегодники, за его карьерой, как он, да? И это не потерять его, когда он по каким-то причинам переехал. И это еще, хотя бы в первом приближении, проследить, определить, сориентироваться в его возрасте. В государственную службу нельзя было вступить ранее 21 года. Если вы в каком-то году нашли человека в адрес-календаре российском или в другом ведомственном источнике, который там по службе, это значит, что к этому моменту ему совершенно точно исполнился 21 год. Ну и когда он закончился, этот человек, примерно понятно, что, скорее всего, уже долго служил, но поищите уже некрологию. Может быть, он там через какое-то время... На пенсию очень-то рано не уходили в те времена. Как правило, уже на тот свет понемножку. Если только это не богатый человек, ему было чем жить. Существуют более подробные общероссийские списки гражданских чинов. Но они вам не очень нужны, потому что там как раз только верхние классы, только люди высоких должностей. 16 классов у нас ставили, а ранках было, они, как правило, первых 3-8. Вот это вряд ли, только если у вас не какой-то очень важный человек. Ведомственные списки чинов существуют не для всех, но для многих ведомств. Например, для чиновников Министерства государственных имуществ. Там вы будете искать, например, лесничек. Или горные какие-то заводы, да, всякое такое. Министерство государственных имуществ, считайте, что это Министерство промышленности, да?
Потом было еще Министерство земледелия и государственных имуществ в таком виде. Во всяком случае, что можно найти в ведомстве? Очень подробные сведения, которые брались из формулярных списков. Формулярный список вы найдете в архиве. Это вот послужной, это как бы служебный паспорт человека. Там все про него. Это в прежнем варианте трудовая книжка, только это лучше и больше трудовой книжки, потому что там записывались сведения, скажем, о его собственном имуществе, чем владеет там имениями, там, или не имениями, домом или чем-то, о его перемещениях, передвижениях по службе, когда человек награжден, куда переведен, о его жаловании. Зарплата состояла, по нашим формулировкам, не только из зарплаты, как у нас, или премии, да, а человек получал, например, столовые деньги на питание, да, учителя, например, получали квартирные деньги, ему оплачивали жилье, да, какие-то премии, наградные деньги, то есть жалование человека, его заработок, как сейчас сказали бы, да, государство формулировало иначе, оно его жалует, деньги, да, оно состояло из многих элементов. И очень полезно, когда ты можешь вот это, они не просто указывали, сколько человек получает оклад жалования, да, а вот эту структуру, и из этого можно понять, он нанимал жилье, да, и сколько платили, семейный состав, женат, а жена урожденная кто, а имущество у жены какое, сколько детей, иногда возраст детей, ну и все награды, даты получения. Замечательные сведения. Много чего. Ну, например, по списку личного состава Министерства путей сообщений, это же задорожник, да, можно узнать также о вероисповедании, ну, естественно, вероисповедании, о вероисповедании жены, числе сыновей отдельно, дочерей отдельно, месте жительства, годе рождения, сословном происхождении, годе окончания учебного заведения или получения ученой степени. Более точно, вот со всеми деталями прохождения службы. Круто, да? Дальше, если человек менял место службы или жительства после подачи сведений до публикации, там, скажем, во все эти источники, то можно найти, куда он делся, если вы прочитаете губернские ведомости за этот год, когда вы его потеряли. Там первая официальная часть, списки, первая официальная часть, второй отдел. Первый отдел публиковал сведения государственного уровня, а второй местного. И там вы найдете сведения о награждениях и перемещениях. Чиновник такой-то, такого-то числа, уволен за нерадивость. Чиновник, почтовый чиновник такой-то, вот до самых маленьких. Переведен с такой-то должности на такую-то. Даже уволен в отпуск на месяц. Отпуска не были регулярными, надо было просить. Массу информации конкретной, которая о многом говорит, которая вам поможет, опять-таки, не потерять. Умер, исключен из службы за смертью, переведен в такую-то губернию. Вот. До 17 года регулярно печатались списки военных чинов армии и флота. Вот таких же, это мы говорили про гражданское ведомство, например, да? Разные ведомства гражданской службы. По военным с 1838 по 16 с небольшими перерывами. А самое интересное, с конца 19 века ежемесячно публиковались списки генералов, полковников, подполковников, майоров, капитанов и прочих до самого нижнего чина по старшинству. Там мало будет информации, общей и по всем родам войск. Там будет совсем мало информации. Ну, некоторые включали год и дату рождения, данные о прохождении службы, наградах, вероисповедании, семейном положении и образовании. Вот если, ну не так много, как гражданских, если неизвестно, в каком роде войск служил человек, я не знаю, какие вы списки смотрели, по кавалерии или по инфантерии, то существует общий список офицерским чинам, где только фамилия и отчество, но зато точно под тем полком или под той воинской частью, где человек служил. Не очень удобно смотреть, но информация будет сориентирована. И то же самое об офицерах российского флота. Есть официальные справочники издания Морского министерства. С 1828 по 1916 ежегодно, всего с 2 перерывами за это время, да, то есть почти 100 лет,
выходил список личного состава судов флота, строевых административных учреждений морского ведомства, где, не буду перечислять, добавление ко всему тому, о чем вы слышали, все перемещения на службе, все, можно было узнать, в каких плаваниях человек был, серьезно, да, и даже какими языками владеет. По каждому офицеру, включая там смичманов, да, самых маленьких. Вот это, если говорить о службе. Дальше, сословия. Возможности поиска по сословиям разные, зависит от того, о каком сословии идет речь. Лучше всего с дворянами, это понятно. Вы все наслышаны, да, что есть дворянские родословия. Устали? Нет? Или быстро? Быстро, да? Слишком? Нет? Ну, сейчас мы сословие пройдем, и на 5 минут отдохнете, ладно? По сословиям. Дворянские родословия – это целая литература. Это очень много литературы. Значит, есть родословия, путеводители по ним. И по разным историческим поводам составлялись списки дворян. Вот по родословиям я не буду даже специально рассказывать. Есть такой знаменитый указатель или справочник Савелова. Ничего можете не записывать. Долгоруков, это просто вы найдете в тексте. Не тратите время, мне хотелось бы, чтобы вы внимание как раз не потеряли. И разные списки, как правило, по губернии. Дворяне Псковской губернии, там, я не знаю, участники чего-нибудь, да? Дворяне там Московской губернии, что-нибудь еще. Вот самые ранние по времени, да, и вот какие-нибудь я покажу еще. Чуть я тут застряла. Вот, слушайте, я же вам картинки не показывала. Смотрите, вот это список чинов Министерства государственных имуществ, да? Вот это, который помесячно, помните? Вот так выглядит. Вот так выглядит разворот, страничка. Вот смотрите, я читаю. Гавриленко Павел Григорьевич, коллежский асессор, да? Вот. Где служил, где воспитывался? В 1852 году, значит, окончил учебное заведение, уездное училище православное, уездное училище он закончил только, да, невольно образованный, православный полост в чине с 1873 года, 20 ноября 26 в должности, вот тогда же, одновременно. Последняя награда, 1875, 3 апреля 13-го, значит, второй степени награды, так? Ну, понятно, да, не буду все читать. Это вот, пожалуйста, это лесничий, вот это речь про лесничий. Лесничий одной губернии. А вот, кстати, его деньги. Дмитрий Павел Александрович, коллежский асессор, исправляющий должность. ИО, да? Жалование 700, столовых 250, разъездных 400, канцелярских 175. Ну и вот где он учился. Он окончил в 1962 году школу лежит топографа, православный, женат, ну и так далее. Вот теперь про сословие. Значит, я сказала уже про дворян. С ними легче, по ним только тронь, вам любой еще генеалог. Расскажут, ими занимаются много. Хуже с купечеством. Сравнительно полные ряды списков купцов существуют только, такие отдельные, существуют только для столицы. Московские списки московского купечества. Да, и вы понимаете, да, что в купцы можно было записаться. Мещанин, накопив денег, мог заявить себя в качестве купца и объявить, какой гильдии он принадлежит. Это зависело от денег. Первая гильдия самая крупная, самые такие богатые, да, там были цензы. Вторая поменьше, третья гильдия. В третьей гильдии, кстати, коллеги дорогие, спокойно можете искать мелких ремесленников. Вот вам кажется, они не есть другое сословие, а они могли быть очень даже записаны как купцы третьей гильдии. Значит, вот эти столичные штучки, столичные справочники, они рассматривают только, включают только купцов первой и второй гильдии. Самый ранний по времени полный список купцов всех гильдий. Да, почему я говорю про столичные все равно, я же знаю, что это не столичные. Или что ваши будут не столичные. Потому что человек мог записаться в купечество в Петербурге, и в Петербурге бывает раз в 100 лет. А торговать на самом деле в Архангельске и где угодно, и жить где угодно. Это известная формальность.
когда вы читаете «Санкт-Петербургский купец», это означает только то, что он формально приписан вот к купечеству. Документы его, условно говоря, взяты там, а жить он мог где угодно. Так вот, самый ранний по времени полный список такой относится к 1812 году. Он включает имена 1716 местных, иностранных и иногородних, кстати говоря, купцов, пожертвовавших деньги на нужды обороны. Война началась. Я там нашла свою. Подробнейшие сведения. Вот это, кстати говоря, вот эти вот, смотрите, это вот петербургские, московские, вот эти. Что можно прочитать про купцов первой и второй гильдии вот в тех двух рядах изданий, которые московские и петербургские? Долго будет читать. Долго будет читать. Смотрите, что здесь есть. Боротников Арсений Николаевич, 55 лет, в купечестве состоит с 1794 года. Жительствует Мясницкая, дом Буманина, торгует под фирмой Болотников и Щукин, сукном, где он, на Черкасский переулок, общественный двор, его сын Михаил 18 лет, и свидетельство какого отсылка к архивному документу. Огромные, вот сын там, да, кто, сколько лет, вот сыну тут 9 лет, убирая, Эйжена и так далее. Петербургские, подробнейшие, просто вот не буду читать, время тратить, подробнейшие. Значит, так, да, дальше. Ой, сейчас посмотрим, что у меня дальше. По некоторым другим городам есть такие же ряды, и не больно-то хуже, но они выборочные и не такие длинные ряды. С купцами немножко сложнее. Так вот, по поводу купцов не унывайте, коллеги, если вам нужны купцы, потому что в памятных книжках соответствующих губерний вы их обязательно найдете. Иногда и списками. Памятные книжки слишком разнообразны, чтобы все втиснуть в те 5 минут, которые я им уделю. Но вообще, когда вы не знаете, куда пойти, идите в памятные книжки своей губернии. Не читайтесь. Вы там все найдете. Так, дальше. Что делать, если у вас не купцы? Если у вас не купцы? По другим сословиям. О духовных лицах, за исключением высшего духовенства, общероссийских источников нету. Никаких сводных списков, как по офицерам армии и флота, как по гражданским чинам, не ищите. Исключения составляют только, ну тут, может быть, это имеет смысл, у вас немцев здесь достаточно, список лютеранских и реформатских духовных лиц и учреждений. Вот этот список велся регулярно, выходил. Конечно, там больше всего будет имен жителей западных губерний, где этих много было людей, но все представители этих обеих церквей в других губерниях, а в каждой губернии были обязательно священники такие, да, хотя бы по одному, они все есть. И там информация очень подробная, если вам повезет, если вам нужен человек оттуда. По каждому приходу показано название церкви, число прихожан, имя и должность проповедника, с какого года в духовном звании настоящей должности, размеры денежного и натурального содержания подробно, как священники получали жалования. Никаких столовых. Они получали часть жалования деньгами, а часть им должны были натурой. Дрова принести, там, продукты принести какие-то, что-то. Натуральное содержание, понятно какое. Так вот, в этом списке, если вам повезет, вы точно будете знать, что именно приносили, что именно должны были. Вот. Он очень полезен, ну, понятно, когда вы ищете жителей западной губернии. А вот купечество белое, всех конфессий, настоятелей, да, и всех монастырей, то есть и священники, и монашествующие, они отражены в памятных книжках. Там были списки церквей и приходов, и в этих списках церквей и приходов все, причем по монастырям, так называемые должностные лица или начальствующие. Там будет не только там матушка-настоятельница, там будет и казначея, там будут и священники, которые служили в храме, да? Много чего вы там найдете.
И по каждому приходу, и по благочиниям, структуру вы представляете себе, да? Благочиния это объединяли несколько приходов. В одном уезде могло быть несколько благочиний. И тоже там очень, да, и вот более подробные сведения о православном духовенстве. Есть такой тип источников, это епархиальные справочные книжки, епархиальные справочники. Вот там вы найдете очень подробную информацию. Вот опять-таки, например, я вам приведу пример такой. Нет, сейчас не приведу, расскажу, извините. Сейчас я что-то немножко сбил. Сейчас я ее промотаю. Например, в справочной книге Екатеринославской епархии что можно найти про человека? Для каждого священно-церковнослужителя указана сам должность, с какого времени занят должности на настоящем месте, образование, педагогическая деятельность, очень многие священники преподавали, да, в школах своих, последние награды и годы ее получения, семейное положение, число, пол и возраст детей. Есть сведения о вдовах, фамилия, имя, отчество, возраст и дети. То есть, если священника уже нет, а его вдове все равно будет подробная информация. Епархиальные справочники все учтены, библиографически собраны, коллекция у нас полностью выставлена на сайте. И точно так же, как про перемещение, чтобы не потерять гражданского лица, мы найдем в губернских ведомостях, про перемещение, про все, что происходит, награждение, увольнение, наказание и все духовного лица, вы найдете в епархиальных ведомостях. Это не газета, это журнал, похожий по периодичности на газету, там тоже также есть официальная часть, и там подробнейший, причем там по всем губерниям, по всем епархиям сразу. Итак, дальше мы с вами остановились на профессии. Кто заметил, что тут крестьянства нет, да? Дальше мы еще про крестьянство скажем немножко. С крестьянами вообще положение по той группе источников, о которой я вам рассказывала, по дореволюционным и началу 30-х, крестьян действительно будет очень мало. Все расскажу, что с ними связано. Крестьянской генеалогией сейчас занимаются, но это вот постсоветское время. Вот, итак, следующая группа источников, следующий вход, который нам может понадобиться, это профессия. Если вы знаете о профессии, род занятий, чем человек занимался в этой жизни. Допустим, он был медик, или он был там, я не знаю кто, педагог, да, или юрист. Что делать? Для периода доисторического материализма большинство профессий так или иначе отражено в справочниках. Есть, но по врачам, по этим я сейчас покажу, но даже для художников, но даже для артистов. Для очень многих, это ряд длинный, вообще мой обзор, это скорее обзор, построенный на примерах, да? Это никакая даже не попытка никакой полноты. Слишком много. Это просто ориентация для вас, как в принципе можно человека найти, какие возможности существуют. Итак, лучше всего обеспечены источниками из профессий самые массовые две – это медики и педагоги. Медиков понимали очень широко. В число медиков включали, да, медицинские работники. Вы видите, да, по списку врачи, ветеринары, фармацевты, провизоры, все сюда. Акушеры, акушерки, все сюда. Все, кто имеет дело со здоровьем, так или иначе, людей и зверей. Значит, давайте посмотрим, что можно сделать. Есть такой источник – Российский медицинский список. Российский медицинский список выходил с 1809 по 1916 год, больше 100 лет, с единственным пропуском в 1915. Вот так повлияла Первая мировая война, это не единственная дырка в этом году, на 14-й успели издать, а на 15-й война захлестнула, которые еще не приноровились.
потом уже быстро одумались. Вообще, когда работаешь с источниками, вот с такими, история страны выглядит вообще совершенно иначе. Абсолютно. Реальная история. Ты видишь ее совсем не такой, как они пишут, ну, я не знаю, кто историк. Так, это педагоги, сейчас покажу. Вот. Российский медицинский список. Вот он был ежегодный, вот такой. Тут сказано списки врачей, ветеринарных врачей, зубных врачей, фармацевтов и аптек по сведениям на, всегда указана дата, 1 мая 1908 года. Вообще, когда вы работаете с источниками текущими, вот такими ежегодными или чаще, пожалуйста, привыкните внимательно смотреть, по какое число или на какое число сведения. Это важно. Понятно, да, почему? Потому что если вы знаете, что человек в какой-то момент переехал, умер, что-то еще, то вот это надо на это обращать внимание. Итак, что в российском медицинском списке можно найти? По форме он страшен, по содержанию мы его очень любим. Что там можно найти? Вы смотрите, я читаю сейчас вам. Там формульная такая информация. Читаю сначала без перевода. Беляев, Бор, Никандр, 80Л, 903, Поччу, Сов, Дед, Пр, Москва. Что это такое? Беляев Борис Никандрович. Значит, с 1880 года рождения, так? Где у меня его потерял? Л. Лекарь. Были доктора, были лекари. Лекарь. С 1903 года в службе, вот в 1903 году он получил лекарское удостоверение, мог начать служить. Почетный член Совета детских приютов Москва. Значит, он уже не практикующий врач, да? Но вот он занимается этим. Так. Беляев Василий Васильевич, 1856 года рождения, лекарь, с 85 года в службе, зубной врач, ВПР, вольно практикующий, живет в Харькове и так далее. Очень сжатая, очень свернутая информация, потому что здесь о многих тысячах по всей России. Что полезно в этом источнике? Полезно то, что он составлялся по сведениям, полученным от самих людей. Это они писали, это никогда не автоматом переделывалось, да? Значит, огромные списки. И поскольку он ежегодный, мало того, что вы можете проследить, куда человек переехал, или что он, или как поменялся его род занятий, там еще, как правило, публиковались на каждый год списки умерших с датами. Вот для зубных врачей и фармацевтов только год получения звания и места жительства. Материалы вот эти нас выручают совершенно сказочно, любимый источник. Материалы о педагогах. Материалы о педагогах опубликованы в нескольких типах изданий. Если нет точных данных о месте службы, вот где именно преподавал? Преподавал. Дедушка у нас преподавал в революции, а где преподавал, не знаю. Только примерно губернию, да? Скажем, есть памятные книжки учебных округов. Вот посмотрите, вот эта памятная книжка Оренбургского учебного округа. Слишком светло, плохо читается. На 1915 год. Учебный округ был не равен губернии. Учебный округ включал, как правило, несколько губерний, ну, примерно штук по 5. Учебных округов было не так много. Например, Санкт-Петербургский, почти весь северо-запад. Ваш учебный округ какой? Санкт-Петербургский. Он включал Архангельскую губернию, и Вологодскую, и так далее. Был Харьковский, был Оренбургский учебный округ. Ну вот, несколько еще таких очень крупных. И вот что там можно найти? Или такие же списки лиц, состоящих на службе. Там были подробные списки всех преподавателей. Вот смотрите, пожалуйста, я не стала менять примеры, простите. Вот это пример екатеринбургский. Екатеринбургская мужская, императора Александра II освободителя гимназии. Классы какие там есть.
приготовительные с 1 по основной, с 1 по 8, параллельно вот с 1 по 6. Вот, пожалуйста, почетный попечитель, действительный статский советник Викентий Альфонсович Поклевский-Козел. Что про него знаем? Вероисповедание римско-католического, год рождения 1853, где учился Императорское Петровское училище, закончил, что-то там третье, сейчас, с какого года службы? С 21 июля 78-го, и дальше вот всякие разные его параметры. В ведомстве, в службе и так далее, женат. И последнее, что там? Год рождения сыновей и дочерей. Вот у него видно, да? Вот и вот. Подробная информация. Самое главное, что здесь мы находим сразу, где именно, ну, кроме того, что вообще всего много, где именно человек служит. Я теперь в Екатеринбургскую гимназию буду его отслеживать там. Я на след ему упала, и все, он от моей покупки не увидел. Да? Я знаю, что мне нужны памятные книжки Пермской губернии, потому что Екатеринбург был уездом Пермской губернии. Вот там я буду его ловить. Встречаются более подробно, ну вот это подробная такая книжка. Есть списки служащих по учебным, не только памятные книжки, но списки служащих. И обратите внимание, совсем не только чистых педагогов, но и как бы вот людей, которые в этом учебном округе служили. Дальше, зная, в каком именно учебном заведении, я говорила, что мы прослеживаем, можем переходить от источника к источнику. Если мы знаем, в каком учебном заведении человек преподавал, то мы можем очень просто, запоминать не надо, зайти в электронный каталог на крупной библиотеке, например, нашей, например, РГБ, например, исторической, и прямо на название этого учебного заведения и посмотреть, не издавало ли это учебное заведение какие-нибудь свои памятные книжки, какие-нибудь свои юбилейные издания и так далее. И если издавало, а они издавали очень многие, потому что это был общепринятый способ, это не только для гимназии, но и для училищ, а для гимназии особенно, общепринятый способ отметить юбилей. Очень многие учебные заведения, а основаны они были, большинство из них, в начале XIX века, примерно 806-807 годы, вот так вот 10-й, они успели до 17 года отметить свои 50-летия, 75-летия и так далее. Что включалось в памятную книжку? Когда готовили памятную книжку, например, какой-нибудь гимназии или чего-нибудь такого, то задолго и всерьез, не так, как сейчас, какой-нибудь из педагогов садился, забирался в архив гимназии и начинал оттуда материалы выкапывать. И чем ценны вот ровно такие? Там вы можете найти о человеке, если он преподавал, уникальнейшую информацию, потому что, во-первых, это гимназические архивы, или архивы учебного заведения другого, да, которые по большей части не сохранились вообще. Вот, а они были очень хорошие. А во-вторых, человек, который это писал, как правило, местный житель, сам его учитель. И он очень многих или сам учил, или у них учился, или просто рядом жил. И вот эти вот авторы вносили в свои эти издания массу информации уникальную. Уникальную, потому что она получена была вот от современников. Потрясающие совершенно вещи. Я покажу потом картинку. Да, и там в этих вот памятных книжках, как правило, были списки выпускников разных лет, а иногда и очень подробные, причем не просто так, а с судьбой. Сейчас я посмотрю, по-моему, у меня есть этот пример. Нет. С судьбой. Что, какая судьба? Это вот когда, например, написано, что вот человек, выпускник такого-то года, окончил в таком-то году, нынче служит там-то, там-то, я не знаю, там, со всеми должностями, умер от Чукотки там в таком-то году, то-то. Что угодно еще. Сразу с массой деталей, потому что это опиралось, я говорю, на частные сведения, поэтому где пусто, но может оказаться очень даже пусто. И точно так же, как я уже говорила про гражданских чиновников, служащих и про священников, про педагогов можно узнать о том, куда они делись. Вот текущую, самую свежую информацию. Вот это ежегодные, да?
А самую свежую как определить? А были такие издания, которые назывались в единственном числе «Циркуляр» учебного округа. Не циркуляр, а циркуляр. И выходили они достаточно регулярно, как правило, ежемесячно. И что там было? В самих этих циркулярах или иногда в приложениях к ним печатались сведения, вот так же, как по священников, как гражданских служащих, да, о назначениях, перемещениях, наградах, выбытии за смертью и так далее. И что еще интересно, во многих случаях вы найдете списки людей и сведения о людях, которые педагогами не стали, но подавались на эту должность. Вот тогда надо было еще попасть в педагоги. И списки тех, кто претендовал, с информацией о них, вот они руки показывали чистые, да, печатались вот в приложениях к этим циркулярам. Теперь, пожалуй, самое трудное. Представители самой массовой профессии, ремесленники. Их в России больше всего, самая широкая профессиональная группа, так вот они очень плохо отражены в печатных источниках. Специально им посвящено всего одно издание общероссийского масштаба. Справочный указатель кустарных производств и кустарных мастеров. 5 выпусков за разные годы, с 1899 по 1902. Что там было? Да, надо сказать, что он заведомо не полный, потому что, например, там, не знаю по какой причине, нет вообще кустарных мастеров еврейской национальности. А евреев кустарных мастеров было не только в западных губерниях, в черте оседлости, а вообще по России очень много, потому что владение каким-то ремеслом давало право на переход из черты оседлости, как, кстати, и врачам, да, и медикам вообще, и жительство где угодно еще. Так вот, в каждом выпуске вот этого справочника по видам производств, а делились они в 19 веке не так, как сейчас, не по машиностроительной там или какой-нибудь, а по видам обрабатываемого сырья. Профессии, кустарные, вообще профессии, отрасли, да, обрабатывающие металл, обрабатывающие растительные сырье. Вот понятно, да, вот по таким вот видам. Так вот, по таким группам, что можно найти, например, по вот производство. Смотрите, сундуки, обитые железом и шкатулки. Кто производит? Вятская губерния, а дальше губерния. Вятская губерния, Орловский уезд, Камышинская волость, деревня Ключи. Наиболее известные мастера – Калина, Григорьев, Кормщиков. Так? Места сбыта не всегда, цена изделий практически всегда. Сундук, обитый жестью, стоил 12 рублей. Вы по своим властям, по своим уездам точно так же, но только прочитать придется все 5 томов. Вы найдете своих мастеров. Для некоторых мастеров там будет указано, где учился или где на каких выставках получил награду. Точно так же, как в некоторых других источниках, вы здесь легко обнаружите семьи, потому что работали вместе, и просто будете видеть. И, как правило, одним чем-то занимались. Теперь, да, и на самом деле искать, значит, какая помощь, какая зацепка для ремесленников. Я говорила, искать владельцев даже маленьких совсем ремесленных заведений, вот если у ремесленника есть 1 или 2 подмастерья, он уже, знаете, владелец, могли считать даже заводы. Заводы тоже говорили по 1-2 человека, учтите это, да? Завод и фабрика, прежде дореволюционного, так сказать, понимания, это может быть 2 работников. Спокойно. Так вот, их искать надо, я уже говорила, среди купцов 3-й гильдии, и в памятных книжках, я уже говорила, там они есть. Не так все плохо. Ремесленников найти можно. Просто к ним не будут посвящены отдельные специальные источники, справочники. Это не потянуть было в России то количество ремесленников, которые у нас были. Ну и еще, как будет показано дальше, их можно найти в связи с историческими событиями. Здесь же примыкает к профессии собственность. Еще один критерий, по которому, еще одна ниточка, по которой мы
через которые можно зайти, потянуть в источники, это собственность. О чем мы говорим? Справочники промышленных предприятий, например. Они как бы справочники промышленных предприятий, но всегда вот информацию этого справочника можно перевернуть на человека. Запись о промышленном предприятии начинается не с промышленного предприятия, а с владельца. Я сейчас вам покажу. И, значит, с одной стороны, вот в таких справочниках про человека не очень много, так? А с другой стороны, вы сразу получаете сведения не только о нем, а как раз вот об этой его собственности. И через нее уже можете искать дальше. Вот посмотрите, роскошный источник, указатель фабрик и заводов Европейской России, материалы для фабрично-заводской статистики, Орлов и Будавов. Это третье уже издание я взяла, в общем, были, естественно, предыдущие. Это, ну, у него были еще отдельно просто Орлова, указатель фабрик и заводов окраин России, царство Польского, Кавказа, Сибири и среднеазиатских владений, точно такой же. Это 1894-1895 годы. Что можно найти? Значит, в этом справочнике учтены производства с годовым оборотом в 1000 рублей. Вам кажется, что это очень много? Нет, коллеги, это не очень много. Например, среди включенных туда очень много как раз предприятий с 2 рабочими. Например, по одному только Екатеринбургскому уезду Пермской губернии только мукомольных мельниц там 62. Это невысокий порог отбора. Вы можете найти человека, которого вы считали ремесленником, да? Найти совершенно неожиданно вот там. По каждому предприятию сообщается фамилия, имя, отчество, сословие владельца, год открытия производства, адрес, наличие и мощность паровых машин. Наличие и мощность паровых машин, виды и объем выпускаемой продукции, годовой оборот и число рабочих. Ну вот, могу прочитать, да? Якутов Петр Савич, коллежский советник Екатеринбургского уезда при Невьянском заводе, 1 паровая машина в 4 силы и что-то там, двигатель, ваграна 2, пресс 1, паровой молот 1 и 10 разных там чего-то инструментов, ну и так далее. Понятно. Не стоит пренебрегать многочисленными сравнительно другими общероссийскими справочниками, в которых информации меньше. Вот такой подробный не будет. Информации меньше, но, как правило, в них сам охват больше. Самих этих вот предприятий больше. Ну вот, например, есть такое забавное название «Воежор мануфактурного и галантерейного производства». Выпускался. В нем представлено около 20 000 адресов фирм с указанием фамилии предпринимателя, времени открытия заведения и его годового оборота. Немножко сложнее со списками землевладельцев. Опять-таки, не думайте, что я говорю о владельцах имений больших, да? Это может быть и сравнительно небольшая земля, и не так это было редко. Это не понтовые, которые, знаете, во фраках, да? Совсем не то. Они с 1870-х годов выходили отдельными изданиями по губерниям и по уездам, некоторые ежегодно. И иногда публиковались в памятных книжках. Вообще памятные книжки, я потом скажу вам в конце, какие вещи вам надо просто читать. Просто читать, даже до того, как в них искать информацию. Более подробные сведения, если по российским источникам, можно найти только по 2135 сравнительно крупным именем 72 губерний, в которых отсутствуют сибирские. То есть источники есть, но все-таки в первую очередь памятные книжки. Еще виднее, немножко виднее, но тоже есть, сведениями списки домовладельцев. Зачем они составлялись? В них, как правило, совсем мало сообщается о владельцах, но там можно увидеть семьи. Если 2-3 человека, 5 человек одним домом, например, а больше информации о самих домах, но это очень полезно, потому что через это можно искать дальше понятно как, да? Так вот, почему информация о домах? Потому что эти списки составлялись для оценки, для страховой стоимости, для определения, для налогообложения и для того, чтобы определять, сколько платить, если это имение сгорит, потонет, не знаю, там чего, да? Поэтому довольно точный плюс в этом
том, что тут очень точные описания, какой амбар, из какого материала, сколько окон в доме, какая крыша, чем крыта, какой двор. Полезная информация, которая никогда не будет лишней, учитывая наш не чисто генеалогический, а генеалогическо-краеведческий аспект. Дальше. Образование. В России легко найти человека, если он получил образование. Вообще. Всем пример. Получаете образование, вас труднее будет забыть. Практически все высшие учебные заведения России публиковали, это по закону было положено, списки студентов и вольнослушателей на каждый год. Списки студентов и вольнослушателей. Общие и по факультетам. Человек только поступил, и его уже сосчитали, и мы о нем уже найдем информацию. Сведения об учащихся в них обычно включали дату рождения, вероисповедание, сословную принадлежность, название гимназии, но встречается и более подробно. Списки Повивального института Казанского университета, то есть, понятно, какого, Повивальный, те, кто занимается водоспоможением. По факультетам можно найти данные о месте рождения, о том, где еще, кроме гимназии, человек учился на поступлении в этот институт. Допустим, он учился и бросил. Где еще? Дату поступления, о зачтенных и незачтенных полугодиях, о результатах экзаменов, от кого, с какой даты и в каких размерах получает стипендию. Принято было поддерживать студентов вот эти стипендии, значит, информацию сразу об имущественном положении и о многом другом. Дальше. Ретроспективные списки выпускников публиковались так же, как в гимназиях, в памятных книжках и разного рода юбилейных изданиях высших учебных заведений. Вот точно так же. Какого года выпуска, чем занимался, чем известен, есть ли какие-то достижения по достижению, если нет, то все равно информация будет. Список студентов и посторонних слушателей Политехнического института императора Александра II в Киеве на 13-14 академический год. Рождественский Сергей Дмитриевич, сельскохозяйственный факультет, православный, сын священника, родился 20 апреля 1889 года в селе Крапивно Трубчевского уезда Орловской губернии, окончил в 13 году. Значит, университет Святого Владимира, физико-математический факультет, естественное отделение. А сюда приема 1913 года. Ну и так далее. То же самое вы найдете всегда про женщин, их отдельными списками. Их же не принимали? Отдельными списками там же их надо искать среди вольнослушательниц или посторонних слушателей. Точно так же. По факультетам очень подробно. В печатных источниках можно узнать сведения вот о лицах, получивших образование в гимназиях и других средних учебных заведениях. Я говорила о педагогах, помните? Точно так же и о тех, кто учился. Если вам повезет, то в некоторых памятных книжках, некоторых гимназий или училищ вы найдете вообще информацию, поскольку она из архивов, вот так же, супер подробную, о том, как человек вел себя на переменах, сколько он прогуливал уроков вот в этом учебном году и так далее. Картинка будет живая абсолютно. Не все, но такие есть. Вот, например, в очерке по истории Пензенской мужской гимназии. Дальше, вот это по образованию. Место захоронения. Некрополи. Знаете, да? Некрополи, их довольно, не то чтобы много, но существует, их много вообще-то на самом деле. Существует один главный, который я хотела бы, чтобы вы имели в виду. Русский некрополь, это был проект великого князя Николая Михайловича по его инициативе. В начале 20 века был предпринят такой масштабный всероссийский проект, в рамках которого были созданы Московский некрополь, Петербургский некрополь и начал создаваться провинциальный некрополь. Сведения для этих всех некрополей собирали священники. Они, и интеллигентные люди, но спущено это было по линии духовенства, они должны были описывать, собственно, составлять, заниматься некрополистикой, сведения с кладбищ. Буквально ходить по своим кладбищам
и списывать с них надписи на памятниках. У них, конечно, был небольшой фильтр, да, не совсем всех, но вот, но громадное большинство, совсем не только статусных. Иногда это какой-нибудь младенец вообще, да, кто угодно. Сказать заранее, кого вписали, а кого нет, нельзя. Очень высокая вероятность найти эти сведения. Сведения на огромных памятниках, вы представляете себе, что это какая-то ценность, да? Все-таки, как правило, не сильно брали, а там дата рождения, и можно понять родственные связи, понятно, когда дорогому отцу, я не знаю, там, вот, безутешной дочери и так далее. Эти надписи были. Так вот, не успели это издать. Один том вышел, в который вошли сведения по 12 губерниям Северного района, вам повезло, туда попал. Это своя была градация по районам. Так вот, Архангельская губерния попала в первый том. А для остальных, то есть скоро мы с вами договорились, что нас интересует не только сугубо вот эта местность, материалы остались в архиве, не были изданы тогда, не были изданы в советское время, их вытащил, обработал, опубликовал сотрудник нашего отдела Денис Николаевич Шилов. И теперь некрополь опубликован весь, полностью, все эти материалы. Теперь дальше. Значит, по некрополям есть зарубежные некрополи, то есть есть целые справочники по некрополям. Незабытые могилы – это те, кто за границей, в эмиграции умер. Ну и не только в эмиграции, просто за границей. И так далее. Исторические события. Мы подходим уже вскоре к концу моего рассказа. Вот нетрудно заметить, да, коллеги, что лучше сохранилась память о людях, которые имели образование, да, больше сохранилась память о тех, кто все-таки имел какое-то имущество, да, о некоторых сословиях и так далее. Но наша российская история уравняла в некоторых отношениях всех. Исторические события, люди как участники исторических событий, и там вы найдете кого угодно, последнего батрака, последнего нищего, я не знаю, кого угодно, безграмотного какого-нибудь из глухой провинции человека, в той же степени, какой вы там можете найти профессора, академика, генерала, кого угодно. Какие исторические события? Вот это самый главный для вас ход, пожалуй. Прежде всего по войнам. По Отечественной войне 12 года по Отечественной войне 12 года и другим войнам, в которых Россия участвовала в 1810-х годах, да, заграничные походы, знаете вы их, есть список раненых, контуженных или убитых офицеров с краткими сведениями о каждом. Фамилия, воинский чин, какого полка, в каком сражении, когда именно, точная дата, ранен, иногда как именно ранен, какое ранение получил, контужен или убит. Всего более 4000 имен. Для российской армии того времени это очень высокий процент. Напоминаю, это раненые, контуженные или убитые. Если мы дотянулись туда, по хронологии, то мы можем найти человека очень даже спокойно. Вот, Чернопятых. Вот так вот этот указатель. Прочитать. Вашлин Самарин Николай, подпоручик бригадирского полка, убит 7 августа 1812 года в деле при Губине, Валутина гора, Гедеонове, Колонне и так далее. Там. Вот что знаю? Иногда подробнее, иногда мельче, иногда меньше. Но во всяком случае найдете сведения. Несмотря на редкость и локальность, заслуживает внимания публикация ряда архивных списков петербургских мещан и ремесленников, тоже 1812 года, которые сами пошли добровольного ополчения. По ним справки сверхподробные, вот так им Родина заплатила за их порыв, сверхподробные, вообще о судьбе, мало того, как воевал, прочитать можно дедушке, прадедушке там, гордиться. Но еще что с ним дальше было? Вернулся к месту жительства, или потерялся, или оставлен в обозе. Подробная информация, долго не буду рассказывать. И там же есть сведения, собственно, чем они занимались до того. Позаметный мастер, сын чеканщика и так далее.
об иностранных ремесленниках, немцах, там, всяких прочих, еще из какой губернии. Откуда они вообще, из какой страны пришли. Дальше. Об участниках Крымской войны. Есть 1953-56 год, есть такой справочник, который называется «Севастопольцы», я его не стала показывать, в котором в 3 выпусках более 1000 портретов, вы еще можете и портрет найти, и краткие биографии офицеров и нижних чинов, участников обороны Севастополя. Более 1000 портретов, это, вообще говоря, не так мало. Уникальные сведения, вот в двух этих источниках, они мне очень нравятся. Список раненых в Свяборге, нижним чинам морского ведомства, и то же самое раненых в Севастополе. 2 было театра военных действий. Да, Свяборг — это рядом с Хельсинки. Что там? Это сведения, поданные медиками из госпиталей. Уникальные. То есть в обоих изданиях приведены имя, фамилия, откуда родом, какой-то там, из какой деревни, из какого села, с какого рода года в службе, сословие, точные даты, обстоятельства и характер ранения. Буквально. Ранен туда-то, в такое-то место, излечение идет отлично, вернется в строй. Или там, ну понятно, всякие варианты. В Свяборгском списке еще возраст, семейное положение и число детей. Они небольшого размера, но ужасно интересны. По участникам русско-турецкой войны 1778, 1977, 78 есть справочник, тоже очень подробный, разный по объему, но этих вы тоже найдете. По русско-японской, очень важно, она только-только закончилась и стали публиковаться в военном сборнике, так называемые списки. 3 списка убитых и умерших от ран, 1 список, без вести пропавших, другой, и награжденных орденом Святого Георгия Победоносца. И там тоже нам указано, не буду вас мучить информацией, но все вплоть до обстоятельств ранения, и когда, чем награжден, какой наградой, когда императорский указ об этом был, подробно. Больше всего информации об участниках Первой мировой. Мы подходим к тому, что совсем близко. Об участниках Первой мировой на Российском театре военных действий. Значит, вот эти сведения, во-первых, можно искать в продолжающемся издании технологических списков с августа 14 по декабрь 15, 1,5 года. Они публиковались такими, вот видите, номера. Там деньги, там десятки тысяч номеров вот этих выпусков. И в каждом, посмотрите, табличная форма. Значит, до чин, как не чин, а звание воинское, рейтер там, кто там, да? Фамилия, имя, отчество, следующая колонка. Значит, сейчас я подойду поближе, не вижу ничего. Какого вероисповедания у православных? Волость или жена? Какого уезда? Какой волости села? Ранен, убит в плену или без вести пропал? Вот этот вот отравлен газами Полехин Сидор Патфимович. Когда это случилось? Когда? Число, месяц, дата точно. Первое там какое-то там, 15 сентября 15 года. С этим периодом проблема в том, что есть несколько разных источников. Вот есть вот этот источник, полностью опубликованный, удобно работать. А есть еще, публиковались в губернских ведомостях. Не по всем губерниям, я сейчас, честно говоря, брать не буду, не помню, есть ли по Архангельской, но в газетах публиковались такие колонки справа, вот эти сведения. А эти важно что понимать. По этому периоду, если вам нужно искать людей, которые погибли или ранены, или убиты там в Первую мировую, надо смотреть все источники. Еще были публикации в «Русском инвалиде». Потому что эти все сведения в каждом из них из разных источников. Один источник – то, что сообщали из полков, из воинских частей, угол, да? Второй источник – госпитали, кто к ним поступил. Третий источник – картотека Генштаба. Огромная картотека Генштаба, которая велась тогда. Поэтому, не найдя в одном источнике, вы можете найти в другом. Это очень серьезная библиографическая проблема. Сводного такого вот ресурса не существует. Я даже не знаю, кто бы за огромностью взялся за это дело. Боевые действия на территории России спровоцировали исход огромного числа беженцев.
огромного числа беженцев. Опять-таки, страна была приличная, страна о своих людях заботилась. Беженцы бежали не только из прибалтийских и белорусских губерний, из других тоже. И беженство это было сложное явление, потому что иногда отбегали сначала недалеко, надеялись, что немцев прогонят, а потом возвращались, а потом откатывались на восток. В основном, конечно, потом был на восток, пытались кто-то закрепиться в Питере, а кого-то несло дальше. И вот, значит, сразу же, как только все это началось, под эгидой Всероссийского земского и городского союза, Земгор, может быть, слышали, были два союза, которые объединились фактически, были созданы, и был такой комитет великой княжны Татьяны Николаевны, дочки государя-императора. Были созданы два комитета, два справочных бюро, вернее, которые приступили к сбору и публикации сведений о местонахождении беженцев. Люди друг друга теряли, семьи друг друга теряли. И вот уже в январе 2015 года начал выходить список беженцев. Смотрите, какое название. Список беженцев, детей беженцев, сирот и потерявших родителей. В 3 выпусках которого содержится 11 080 записей. Это не людей, это семей. Потому что в каждом таком, под каждой записью, это будут держащиеся вместе члены одной семьи. Представляете, да? Детей там огромное, людей вообще огромное количество. Почти в каждом несколько детей из одной семьи. Имена, отчество, фамилии, возраст, место выхода, как называлось, то есть где жили до этого исхода, и местонахождение в данный момент. Затем появилось самое крупное издание «Список адресов беженцев». В нем собраны сведения, поступившие с начала сентября до середины ноября 2015 года, более 50 тысяч адресов. Опять-таки, под каждым адресом целые семьи большие. Представьте себе, какую огромную долю вот этого потока они охватили. То же самое. Показано огромное количество сведений. Особо и с возрастом указаны дети до 15 лет. Специально старались помочь, чтобы нашли. Продолжением этого издания стал выпущен Татьянинским комитетом список беженцев, отставших от родных и помещенных в приютах и участных лиц. И подготовленный, ну, в общем, не важно, понятно, как подготовленный, тоже огромное количество сведений, по которым, в общем, можно было как-то объединить семью. И 2 региональных знаю. Я почему говорю знаю, потому что их еще выявлять и выявлять, эти источники. Не так давно мы стали их выявлять. Списки, вот это беженцы в Томской губернии. Губернатор Томской губернии был членом Татьянинского комитета. Очевидно, поэтому мы это и сделали. Вот, в них указано тоже несколько десятков тысяч фамилий, целых семей, зарегистрированных к началу мая 2016 года. Не буду рассказывать, какие сведения, примерно понятно тоже, да? И несколько иначе, в виде таблицы, построен Уфимский список. Ну вот как раз, кстати, сведения вот Томского списка. А Уфимский в виде таблицы, где слева кто ищет, а справа кого ищут. Вот. То есть, если вам сообщают ваши информаторы, что вот на самом деле мы из беженцев, с Первой мировой, знаете, где поискать вот эту информацию. Дальше. Вот теперь на этом досоветская жизнь кончилась, и наступила советская. Я уже говорила, что с источниками этого периода все гораздо хуже. Но еще какая-то инерция продолжалась. По месту жительства губернские памятные книжки еще издавались по чуть-чуть. По инерции, особенно на севере, есть памятная книжка Архангельской губернии на 18-й год. И есть памятная книжка, это вот уже на территориях, вот это на территории белых, и еще были попытки издавать на советской территории. Сильная очень традиция, 80 лет издавали, советы не сразу поняли, что им этого делать не хочется. Так вот, те, которые на территории белых, они продолжали. Памятная книжка Ставропольской губернии на 1919 даже год, это фактически памятная книжка тех, кто жил в этот момент в Ставрополе, плюс еще мы так для себя говорим, что это памятная книжка Добровольческой армии Юга России. Я говорила, что части воинских памятных книжек всегда полным составом показывались офицерским. Так вот и там показано. Можете себе представить, какой ценности. А вот там, где это были территории уже от белых отбитые, занятые
советами, вот тут сразу можно было сказать, что что-то с этой властью нехорошее. А их люди перестали интересовать ровно сразу. Об учреждениях еще сообщалось, фамилии иногда встречаются, тех, кто там служит, но инициалы только для начальников. Остальным этого пошли вон, это никому не интересно. Очень быстро это издание прекратилось вообще, а частные издания были задушены с самого начала. Вот. Поэтому с памятными книжками так все это дивно и закончилось. В начале 20-х годов возобновилось издание городских адресных книг. Я об этом не говорила, пропустила в начале, потому что при наличии памятных книжек городские адресные книги большой роли не играли, а здесь начали издавать городские адресные книги. Ну, знаете, вот, как телефонные книги, только там не было телефонов, да? А потом были телефоны еще. Последний источник, который продержался, где можно было только определить, кто где живет, по какому адресу. И там, единственное, что ценно, за что ухватиться можно, для людей полезных профессий, а их круг сузился, указано, что это врач. Вот моя бабушка, которая была врачом и жила на тот момент в Москве, вот можно найти ее адрес, там будет написано, что врач, а по условию, по определению тебя в любой момент могут выдернуть. Ты клятву Гиппократа давал? Давал. Все. Вот в этот момент еще так. До середины 30-х годов в них печатались списки постоянных жителей, именно постоянных, с указателем рода занятий и места службы. Вот врачи и списки врачей публиковались еще особыми списками отдельно. Независимо от того, где они живут, но как раз вот по району, да, для больших городов. Ну вот, по службе, что делалось, как можно войти со стороны службы в издание советского периода. К очень редким в этот период изданиям ведомственных, помните, я говорила, ведомственные справочники, ежегодники, относятся очень редкие уже, и на самом деле уже грифованные, то есть так просто не найдешь, они у нас все есть, списки начальствующего состава военно-морских сил, рабоче-крестьянской Красной Армии. Вот тогда считался частью армии военно-морских сил. 24, 25, 28, 30 годов. Вопреки названию, они содержали сведения не только о начальствующем составе, но и о специалистах, там, медиках, летчиках, инженерах, техниках, ветеринарах. В самом полном из них, оцените, уже совсем мало, 3,7, ну, примерно там, чуть больше, чем 3,5 тысячи имен. Очень подробные биографические справки. И вот там тоже, там сведения, как положено уже было, фамилия, имя, отчество, год рождения, место службы и должность, список законченных учебных заведений с датами окончания, почему законченных, общий и специальный, да? Подробный послужной список, где служил, когда, откуда переведен, сведения о партийности, новенькое в нашей жизни, семейном положении, числе детей, о знании иностранных языков. И в 23 году крестьянский штаб рабоче-крестьянской Красной Армии опубликовал список лиц с высшим военным образованием, состоящих на службе. И в нем тоже очень полезные сведения, причем об офицерах, которые перешли на советскую службу, как об их службе уже в Советской России, так и о том, чем они занимались до того, где служили. По профессии, что осталось? До середины 30-х годов принимались попытки продолжить публикацию списков людей определенных профессий с краткими сведениями. В 25 году, после 10-летнего перерыва, попробовали продолжить российский медицинский список. И назывался он так: «Список медицинских врачей СССР». Он подготовлен на материалах Всероссийской переписи врачей 2020 года и дополнительной переписи 22 года и других источников, и сведений, полученных от самих врачей. Люди сдавали туда сведения, потому что без регистрации в этом списке ты не имел права практиковать. Тебя могли вообще посадить за попытку лечить, а тебя не нашли в списке. Он издавался скорее не для населения, а скорее для начальников, для учреждений, чтобы, в общем, контролировать этих людей. Ну, в общем, сведения примерно такие же. Особым списком представлены женщины-врачи, но здесь учтены только врачи. Фельдшеров, ветеринаров, фармацевтов и провизоров больше нет. И еще очень интересный источник, потрясающий совершенно. Была такая, в 2016 году была такая комиссия «Наука в России». Слышали про Ольденбурга, про замечательного
И вот при Академии наук они решили опубликовать сведения о научных работниках всех специальностей. И пока они собирались это сделать, у нас началась, и так уже была война. И они, кстати, почему хотели это сделать? Они понимали, что война раскидала людей, попытка собрать научные силы, как-то вот помочь, как-то учесть. Собирали эти сведения, ну, почти под бомбежками, да? Невероятные совершенно собрали, и они опубликовали в 20-34 годах 2 серии справочников, ежегодники научных учреждений с личным составом и справочники, которые именно людей перечисляли. То есть одни шли от учреждений, а другие прямо от имен. В чем, я не знаю, не скажу, что прелесть, в чем огромное достоинство, вообще шляпу с ним перед этими людьми, людей, которые делали этот источник. Они там сведения от самих ученых по состоянию на 17, на 16, 17, 18 годы, и им долго не давали этого издать. Они чудом спасли архив вот этой работы, прятали по домам, ну, понятно, советская власть. И они включили туда 11 626 имен, это только по Ленинграду. Там было так: научные работники Ленинграда, научные работники Москвы и научные работники СССР за вычетом, за исключением Москвы и Ленинграда. Каждый, значит, это вот один только такой справочник, 11 626 имен. Остальные такие же по объему во всей России, остальное, кроме Москвы и Питера, было примерно столько же, сколько в Москве отдельно и в Питере отдельно. Потрясающе. Они опираются на вот эти анкеты и автобиографии, сами анкеты и автобиографии, опять-таки, потрясающие совершенно вещи, сохранены в архиве Академии наук, в нашем Петроградском филиале, Петербургском филиале архива Академии наук. Если вы нашли там своего персонажа, то можно будет увидеть его личную, его рукой написанную автобиографию. Ну и в 2020 году выпуск, который был, он отражает данные к 1 января 2018 года. Опоздав на 2 года, они все равно опубликовали эти сведения, уже понимая, что многих нет в живых научных работников. Теперь еще исторические события. Что мы имеем в советское время в отношении исторических событий? Ну, во-первых, гражданскую войну. История советской страны началась с гражданской войны. И поэтому вот на первое место здесь надо поставить список потерь на фронтах гражданской войны. Значит, есть такой источник, который называется «Именной список потерь на фронтах в личном составе рабоче-крестьянской Красной Армии за время гражданской войны». 26-й год. И дополнение к нему есть 27-го года. Значит, выглядит он вот так. Большой формат. Ну, конечно, не такой формат. Большой формат. Так, по-моему, А3 не меньше. Нет, наверное, А2. Вот, большой формат. Табличный. Прочитаю сейчас, как это выглядит. Романенко Исаак. Таврической губернии Мелитопольского уезда, село Большое Березицкое, умер 13 ноября 19 года. А дальше, что нам очень полезно? А сейчас что это за территория, откуда он родом? УССР, Мелитопольский округ, и дальше там уточнение все вот такого рода. Тут будет не только умер, тут будет убит в бою, умер от ран, расстрелян как дезертир, подорвался на мине, отравлен газом, все что угодно. И вот тут, вот я говорила про нашу историю, вот тут все равны, и генералы, и последние, самые мелкие единственные безграмотные, да, всех уравняла эта жизнь. И дата прибытия счастья. Вы найдете тут своих очень много. Здесь, по моим подсчетам, так вот просто они в алфавите, по моим подсчетам, около 50 тысяч имен. Этого достаточно, чтобы попытаться там поискать. Он сканирован, открыт у нас, можно читать на нашем сайте прямо, да, можно себе скачивать, никаких проблем. Дальше, исключительно широким, уже почти заканчиваем, исключительно широким историческим явлением с первых лет советской власти были политические репрессии, но мне вам об этом говорить, помню краю, да? Они тоже отразились в печатных источниках. Я только должна вернуться и вот что сказать. Я вам не очень точно сказала, собиралась вернуться там, это было не очень уместно, до исторического материализма
людей, которые были наказаны за что-то, их тоже учитывали. Печатные источники вы найдете. Сравнительно редко публиковались списки людей, находящихся под гласным надзором полиции. Они не очень интересны, но их можно найти. Специально под гласным. Специально публиковали. Не очень богатые сведениями, но есть. И самое главное, в газетах печатались в официальной части, печатались списки беглых и там и прочих, да, вот. Причем там, если вам в кавычках повезет, вы найдете своего человека там, то там вы его внешность увидите, потому что там описано волосы русые, нос прямой, глаза карие, я не знаю, там шрам на плече, особой длины. Так вот там это было сделано, это относилось к уголовникам, ну, к политическим, вот те, кто под гласный надзор полиции, вы видите. А здесь публиковались так называемые списки лишенцев. Это публикации, значит, вы знаете, что в 25-34 годах публиковались эти списки лишенцев, то есть лиц, в соответствии с Конституциями 18 и 25 года, 1918-1925, лишенных избирательных прав. Это советское вранье. Лишены они были не только избирательных прав, а дальше в качестве следствия всех прав. Дети не могли ходить учиться, им было не найти места рабочего, они не получали никакой поддержки. Ну, в общем, долго рассказывать, это люди абсолютно выброшенные из жизни. Так вот, на всякий случай публиковали еще списки лишенцев по городам. Их выявлено, какое-то количество выявлено, но не все. Я думаю, что очень многие еще лежат, особенно даже не в библиотеках, а в архивах. Этот корпус еще по-настоящему не собран, но искать можно. Какого рода сведения там были? Как правило, они табличные, включают несколько тысяч имен каждый. Состав сведений краток и примерно одинаков. Фамилия, имя, отчество, причина лишения избирательных прав. Какая? Торговец, служитель религиозного культа. Б. Белый офицер, бывший белый офицер. Б. Владелец столовой, человеку не повезло. На ИШ предпринял, не тратили. А. Ссыльная и так далее. Кое-что вы про своих людей узнаете. Опять-таки, сразу видны семьи. Вы лишали прав сразу семьи. Там и бывший предприниматель, и его жена, и его дочь, и в общем вот. Они очень маленькими тиражами выходили, поэтому есть надежда, что они найдутся, и, может быть, кто-то из вас случайно увидит. Так вот, если увидите, общую кормушку российскую складывайте, сообщайте. В фондах РНБ имеются подобные списки по Алмате, Архангельску, Краснодару, Новороссийску, Одессе, Оренбургу, Перми, Самаре, Симферополю, Сталинграду. Включение человека в список лишенцев практически почти автоматом означало, что дальше его в покое не оставят, и, скорее всего, в очередную волну, когда будет норма, на расстрелы, либо сразу к стенке, либо пошлют в лагеря. Поэтому есть еще, за этим надо следить, это, скорее всего, вы понимаете, если человека нашли там, скорее всего, если он не успел умереть, или что-нибудь еще, дальше ищите его в следующей группе источников, в книгах памяти жертв политических репрессий. Эти книги памяти начали издаваться в самом конце 80-х, как только как трава сквозь асфальт, да, пробились. В 2004 году мой коллега Анатолий Яковлевич Разумов, Центр возвращенные имена в нашей библиотеке, сотрудник нашей группы, сделал указатель вот этих книг памяти, а мы, наша библиотека, главное, самое полное собрание вот этих книг памяти по всей России мы собираем, храним, и со всеми вопросами, пожалуйста, к нам. Тогда, в 2004 году, вот за 14-15 лет, их вышло около 700. Я была редактором этого издания, знаю. Там показано, что долго рассказывать. Значит, сейчас это число книг увеличилось раза в 1,5. Я думаю, что уже 2000. По многим губерниям, по многим, областям, краям, республикам вышли уже много-много томов, это многотомные издания. По своей республике вы, наверное, знаете, да? Так вот, такие же есть по большинству российских регионов. Полный список, вот я сказала, есть указатель. Есть еще более полный на диске мемориала, там с именами, там 5 миллионов, если не ошибаюсь, имен. И вот по этой работе
печатные источники есть. Если вам нужно сориентироваться в каком-то регионе, откуда человек, да, где он будет репрессирован, то, пожалуйста, к нам, мы поможем разобраться и даже сразу, может быть, найдем человека. Вот это по ряду источников. И в заключение я бы хотела сказать, да, и что еще надо сказать про эти источники, что они не только в ваших книгах памяти, ваши сильные, хорошие, очень подробные справки. Очень подробные справки, в том числе во многих случаях, о семье. Теперь в заключение. Смотрите, я не буду вам рассказывать, что можно узнать о человеке. Вот я сделала список. Вот и место рождения, вероисповедание и так далее, и так далее. Посмотрите, у меня на 3 экрана. На 3 экрана уместился только простой перечень того, что можно узнать об обычном, самом обыкновенном человеке. Теперь что еще? Вот это справочники специальные, в которых вы будете искать какую-то информацию. Есть вещи, которые я вам настоятельно советую читать. Обыкновенно, вот как книжку на ночь. Читать при любой возможности. Читать. Вы получите, встретить человека вашего. Можно абсолютно, я не могу сказать в любом источнике. Сейчас скажу, что именно читать. Но в тех же самых губернских ведомостях, именно в этих газетах, в таком количестве мест, вот я говорила про списки избирателей, а между прочим, там, когда человек заявлялся на торги, что-нибудь он там хочет продать, купить, это не обязательно купец, да, богатый. Это может быть человек или на подряды. Про него тоже публиковали сведения. Вообще списков, вариантов, когда человек по каким-то поводам мог быть упомянут. Обычно. В газете такое количество, что вот мой вам совет. Во-первых, и это абсолютно доступно. Ваши губернские ведомости потихонечку для себя прочитайте от первого до последнего номера за все годы, абсолютно. Я говорю вам со всей ответственностью, что это реально, потому что я сама через свою голову, через свои руки, через глаза пропустила губернские ведомости примерно 20 губерний. Я молчу о том, что это безумно полезно вам, как библиографу. Вы просто увидите. Кругозор расширяется на глазах. И сколько там вы увидите сведения о ваших людях, вообще о ваших местах. Газеты обязательно публиковали целые разделы, вести из уездов и по любому поводу информацию вот о ваших людях, а просто об обычных людях. Второе – это земские издания. Земство с 1865 года, напоминаю, поскольку они очень быстро стали получать право распоряжаться расходами, земские доходы, вы знаете, налоги, да? А вот распоряжалось ими земство, они отчитывались за каждую копеечку, публично отчитывались, поэтому их источники невероятно полны простыми сведениями о самых простых обыкновенных людях. Смотрите, да, какие есть типы земских изданий, таких стандартных, типовых, что ли. Журналы, протоколы заседаний уездного, губернского земства. Вам, конечно, важнее уездные, да? Но и губернского тоже. Различного рода доклады на этих заседаниях. Какой-нибудь вдруг человек докладывает о пьянстве его там в уезде с именами, фамилиями и прочим. Различного рода другие вот такого рода материалы. Единственное, что вам не очень может быть будет интересно с той точки зрения, о которой мы говорим, это сметы. Сметы даже мне читать трудно, я привычная все равно, там нет людей. А в остальном, кроме этих, еще земские учебные заведения, земские курсы, земские лечебные заведения публиковали подробные отчеты, и, например, вы можете найти отчет земской акушерки о том, какие у нее были случаи родовспоможения, и как вот рожала вот такая-то, и как это было, вы можете найти сведения вот такие буквально, что было сделано. Земство помогало материально неблагополучным семьям. И вот для того, чтобы земство ни разу никто не обвинил в том, что оно неизвестно куда деньги делает, вот тогда это было невозможно абсолютно. Писали, вот помощь оказывается в семье таких-то, там 5 детей, подробное описание дома, почему помогает, что на эти деньги куплено. Я говорила, земство нанимало на какие-то работы в интересах местности. Если строили лавину через реку,
да, вот такой мостик с одним, понятно, что такое лавина, или крыли крышу на доме священника местного, то там не просто будет сказано, сколько денег потрачено, а будут перечислены имена крестьян из какой деревни, которым за это заплатили и которые этим занимались. Земские издания читайте, вы не только откроете, дальше уговаривать не придется. Вы дальше будете, как я, говорить вместо область губерния, да, и уезд, и, ну, вы себе не представляете, если кто с этим делом не имел, как это невероятно вкусно. Вот, ну и памятные книжки. Возвращаюсь, потому что, опять-таки, для того, чтобы заниматься историей и вот этой вот генеалогией, о которой мы говорили, надо себе представлять вот эту жизнь. Она выглядит в натуре, это же современники писали, да, и не для нас с вами, не для отчета, и не для понтов научных. Эта жизнь настолько живо там видна, что вы просто увидите, вы не будете путать никакие вещи. Вы поймете, как в этой жизни могли плавать, вы контекст вы увидите очень важно, без которого и семейная история, в общем, тоже мертва. Ух! По этой теме все. Вопросы у вас есть? Вот по этой теме. Вот я очень надеюсь, что у вас в головах не будет сейчас, и не крутилась, и не будет крутиться мысль, что это очень хорошо и интересно, но нам-то точно не пригодится, потому что у нас-то люди совсем простые, да, и вообще до источников не дотянуться. Этот ход мыслей неправильный. Если вы так думаете, значит, я зря тратила ваше время. Вот. Что у нас со временем? У нас... Я опять перестаралась на полчаса. Значит, смотрите, дорогие коллеги, я не устала вообще ни разу, совсем. Если хотите, вы можете отдыхать уже от наших лекций. Все, что я планировала, я в основном сказала. Очень мало можно сказать за такое количество времени, хотелось бы больше. Но если я вам нужна, вот так вот, перед всеми, да, что-то надо всем рассказать, или любому из вас, то я здесь, я никуда не тороплюсь. Вот если есть какие-то темы другие, которые вы хотели бы, чтобы мы немножко поговорили еще, если вы еще живы, то либо сразу, либо с перерывчиком нам на несколько минут, мы можем о чем-то еще из важного для вас поговорить, пока я здесь. Я хотела бы быть вам полезной. И прошу прощения, я сейчас вам координаты свои, да? Сейчас. Обещала. Вот. Ура! Вот же. Вот же. Записывайте. Видно или продиктовать? Продиктовать. Край, собака, НЛР. Крей. Вот, да? Край, собака, НЛР. Это мой рабочий адрес. Есть еще другой, ну, его с голоса можно записать. НМБ, латинскими подрядами. Моя инициал, Надежда Михайловна Палацкая. НМБ, и дальше без всякого пробела. 1706, это дата рождения, 17 июня. Очень просто. НМБ 1706, собака, gmail.com. Это мой личный адрес. Вот с этого адреса на тот наличный вся почта переходит. То есть, если вы написали на этот, я это увижу и на работе, и дома. Если на тот, только дома. Но дома я открываю компьютер, у меня вторая смена каждый день. Телефон. Начинаю с мобильного, потому что библиографы, как вы знаете, ноги ходят. Редко приходится сидеть на месте, и даже когда библиотека у нас большая, перемещаться по ней приходится быстро. Да? Поэтому мобильный надежный. 8 911 912 98 49. Рабочий телефон 812 код Питера 718 86 04. Звоните по любому телефону, даю мобильный, значит, имеете полное право звонить. Сама давала. Адрес почтовый, ну, РНБшный адрес. 19 10 69, Санкт-Петербург, Садовая, 18, Российская национальная библиотека, отдел библиографии и краеведения, ну, понятно, кому нет. Значит, в любом случае, если у вас какой-то вопрос,
Во-первых, я вас всех буду помнить все равно. Не надо напоминать, что вот, а вы знаете, а вот, может быть, вы помните. Всех помню. Всех, так сказать, вот. Пишите, ну самое, если указатель пришлете какой-то, да, посмотреть вашу работу, если просто посоветоваться, пожалуйста. Если я сама не смогу ответить, я найду специалиста у нас в библиотеке, который вам ответит. Может быть, не у нас в библиотеке, а у нас в нашей секции постоянный комитет, да, у нас там в краеведческой секции, у нас там очень сильные специалисты из разных регионов. Вот из Карелии, Вера Александровна Яблокина, ваши знают, из Национальной библиотеки, из разных мест, из Красноярска, из Иркутска, из Екатеринбурга, нет, не из Екатеринбурга, из Челябинска и так далее. Значит, могу передать ваш запрос кому-то еще, ваш вопрос. Найдется кому. Вот. И на семинар приезжайте на наш. Вот кто был у нас на семинаре, в общем, по-моему, не пожалели ни разу. Напоминаю, с 3 по 6 октября этого года, с 3 по 6 октября в Омске, да, в Омске семинар этот будет. Сейчас будет этот семинар. Регистрация идет на сайте Омской областной библиотеки. Если вы туда зайдете, то сразу увидите вот этот вот, какой он у нас уже? 18-й семинар всероссийский. Ну, хорошо, вы с докладами. От вас-то точно доклады были бы хорошо. У вас здесь были очень хорошие доклады, большинство, да? Но, во всяком случае, я думаю, что это полезно. 4 дня очень плотной работы. И работы, общения вот с такими же, как вы. Там нет начальников, там только те, кто работает сами. Ну, такая дружная наша библиографическая краеведческая компания. Любой вопрос можно задать, любой доклад обсуждается. Буду рада видеть. Ну, думайте, хотите еще поговорить, не хотите? В общем, кто хочет, вот я здесь, никуда не ушла. Вот. Спасибо вам за работу. Сколько было предложений, нет, еще не отказываемся. На самом деле, мы просто позвольте мне не попрощаться, а завершить очередную нашу встречу с Надеждой Михайловной и сказать, что мы обязательно воспользуемся ее предложениями. Я думаю, что мы как-то так загружились уже, и какие-то встречи у нас будут повторяться, я очень надеюсь. Я просто в этом плане думаю, что у нас как-то немножко не сложилась еще традиция, что краеведы должны как-то, по крайней мере, какой-то периодичности встречаться на базе Национальной библиотеки. И я думаю, что очень удачное время – это после как раз семинара, который будет проходить в России, а потом, значит, встреча, впоследствии встреча с вами, чтобы обсудить, чего мы достигли здесь и что обсуждалось там, да, как-то пообсуждать какую-то такую деловую площадку или некий клуб, республиканский клуб краеведов. Я думаю, что все равно должен быть библиотекарь краеведов. Мы это обсуждаем. Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения, Венька Тимона ушла на пенсию, да, у нас новый руководитель отдела, Анна Валерьевна есть, просто я вам представляю ее. Мы очень надеемся, что вот в лице Анны Валерьевны мы тоже приобретем очень такого ценного специалиста и партнера, да, в нашей совместной деятельности. Я думаю, что на семинар вот Анна Валерьевна уже точно едет на семинар. Еще с районов мы, наверное, будем собирать и сотоварищи. Я думаю, что, наверное, будут, учитывая, что у нас Сахрадин уже бывал на семинарах, да, и поэтому кто-то из вас, может, соберется, поэтому такая группа поедет, еще веселее будет. И еще больше впечатления от семинара, чтобы вам потом рассказать. Я не думаю, что в этом году, наверное, этот семинар будет, наверное, на следующий год теперь уже. Потому что у нас в октябре, понятно, юбилейное событие. Конференция у нас будет международная, она тоже, в принципе, имеет и национальную, и краеведческую компоненту. Поэтому мы очень всех вас приглашаем на наше юбилейное торжество, где мы встретимся и обсудим много нужных, полезных вещей в нашей профессиональной деятельности. Вот это такой посыл к вам. Надежда Михайловна сейчас еще примерно около часа будет здесь, или минут 40 вы еще можете переговорить тет-а-тет, потому что дальше у нас будет еще другая программа с ней и с нашим уважаемым коллегой из Санкт-Петербурга, с Станиславом Брониславовичем Голубцовым, поэтому она потом уже уйдет. Воспользуйтесь моментом. Я, наверное, вот так скажу свои впечатления. Я думаю, что много было записано, но воспринято просто так 3 дня. Это
Я думаю, что есть такая очень большая потребность вернуться по записям, вернуться к началу. Ну, конечно, посмотреть еще раз презентацию, потому что материала настолько много, что вообще нужно вообще так это выдохнуть, а потом снова вдохнуть и сказать, вот это сейчас, вот это завтра, а вот это послезавтра. И я очень благодарна Надежде Михайловне, на самом деле, что она тему новую подняла для нашего региона, да, генеалогии краеведчества. Я думаю, что это такой замечательное вообще такое предложение в наше подсознание с вами. Потому что все, что мы делаем сегодня, то есть имеет такое замечательное продолжение, и можно сейчас уже говорить, я это сегодня делаю так, завтра сделаю так, а послезавтра это вообще столько у меня возможностей. И еще такая возможность как бы полюбить себя вообще за ту ценность, огромную общественную ценность, которую на самом деле краеведы и библиографы несут своим служением, своей миссией. И вот это укрепляет еще ваши позиции. Все-таки полюбите себя. Пока полюбите так, а потом я думаю, что мы эту веру в себя, это наша устойчивость в обществе. Укрепляемся, давайте, укрепляться в этой всей нашей силой того огромного дела, которое вообще библиографы, краеведы могут сослужить обществу, людям, простым даже людям. Вот. Надежда Михайловна, поскольку мы начали и слава Богу, Надежда Михайловна уже говорит какие-то наши слова, значит, так, да, замечательная республика, да? Это, может быть, тяжело будет вести, но, значит, вы можете просто посмотреть ее, мы подарили в российскую библиотеку, она есть там, и обязательно экземпляр, я думаю, что есть, такой дар от нас, это такое издание для не совсем посвященного, но человека, который хочет узнать республику немножко побольше, чем вы, это вот такое замечательное новое издание мы вам дарим. И еще, конечно, дарим, понимая, что в какое время мы встречаемся, в такое время замечательное, перед Пасхой, верное воскресенье. Да? Поэтому вот такой, да, мастер сделал замечательный такой подарочек пасхальный. Вот пусть он вас согревает, и уж точно это наш будет. Вы будете помнить, что это из республики. Спасибо большое. И с намеком, желанием, ваших желаний и ваших, сбытия всех мечт. И еще есть два таких чисто утилитарные вещи в хозяйстве. Перечница или солонка для соли или для каких-то сухих вещей, очень нужная и очень экологичная, да, мастером нашим очень хорошо сделана, прошита вообще по всем традициям ремесла, абсолютно не новодел, абсолютно, да, и хранит там. Спасибо огромное. Это мы вот такие вот девушки. Спасибо большое, коллеги. Сертификат Людмила Николаевна. Значит, спасибо большое.